Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия, уважаемые любители вольной борьбы. Сегодня у нас в эфире перед вами всероссийский турнир памяти Александра Владимировича Крылова, который проводится у нас ежегодно. В этом году уже проводится в третий раз. Александр Владимирович Крылов являлся мастером спорта России по вольной борьбе, народным депутатом Госсобрания Илтумен четвертого созыва. И его память в третий раз проводится всероссийский турнир по вольной борьбе. Сегодня на эфире мы покажем полуфинальные и четвертьфинальные поединки. И у меня в гостях сейчас сидит Александр Савельевич Оконешников, экс-главный тренер сборной Республики Саха-Якутия и ныне глава Аймяконского района. Александр Савельевич, добрый день. Добрый день. Давайте вспомним, ну вообще, как зарождался турнир и вообще вспомним о вашем друге Александре Владимировиче Крылове. Да, Александр Владимирович Крылов является нашим земляком, да, нашим старшим братом. Но этот турнир уже вот в этом году проводится третий раз. И первый турнир мы, ну как в то время наш глава района Сивсев Никентий Семенович предложил провести этот турнир, и друзья, и семья, вот мы все поддержали, и вот с этого момента вот начались проводить турниры, и у нас как бы этот турнир уже с выполнением норматива мастера спорта России, и как бы самая изюминка этого турнира, что мы вот чемпион, между чемпионами разыгрывается 1 миллион рублей, да? Этот 1 миллион рублей выставляет друзья, семья Александра Владимировича. Общий призовой фонд, вот вообще, да, призером это чемпиону 70 тысяч, второе место 50 и за третье место по 30 тысяч и чемпиону тренера 20 тысяч. Вот это призовую выставляет администрация муниципального района Аймяконской области. Вот хочу вот поблагодарить своих коллег, депутатов. Вот они поддерживают, да, спорт, и вот ежедневно выставляем, ну, поддерживаем этот турнир и планируем, что этот турнир проводился каждый год. А вот вообще насчет даты проведения соревнований, как это планировалось? Наверное, да, после. Да, мы вообще планировали этот турнир раньше. Ну, сначала делали до турнира Дмитрия Петровича Коркина подводящий старт, ну, контрольные схватки мы делали на этом турнире, да, ну, первым и вторым соревнованием, да, как бы так проводились. Но нынче решили после турнира. Поэтому, ну, все равно, что между Дмитрием Петровичем Коркиным, чтобы остались спортсмены, представители других регионов, чтобы, ну, совместные сборы провести. И вот это как бы очень такой хорошее решение. Да, хорошее решение. И вот как раз-таки отметим, да, участников из других регионов, из других государств. Ну, тут из других государств спортсмены сборной Монголии, наверное, да, тут? Да, Ага. нынче сборная Монголии вот остались после турнира и наши легионеры. Да, и соседи нашего региона, это буряты, Хакасия, Тыва. И завсегдатай турнира, наверное, Красноярский, наверное, край, да? Да, ну как с первых турниров у нас этот турнир по составу очень сильный такой, скажем, да, потому что тут участвовали призеры мира, чемпионы Европы, да, Касумов, Жербаев, ну, скажем, все наши, ну, лидеры Сибири, скажем. Поэтому турнир вот сейчас тоже такой, все наши лидеры сборной республики, наших соседей Бурятии, Тувы, все борются. Ага. Ну и давайте, да, вкратце пройдемся по турнирной таблице. Ну и вообще, в целом, по участникам. Тут мы собрали, да, статистику проведения соревнований.
соревнования, по идее, с 22 года же проводятся, да, в первый раз. Да. В 22 году количество участников составляло 123, в прошлом году 90 участников, и нынче самое большое количество участников это свыше 150, да? Да, вот Ага. это радует. И регионы, да, скажем, уже 18 команд Мгм. в этом году, если взять по командам Мгм. участников. Поэтому каждым годом турнир набирает всё обороты. И в будущем еще, ну, еще доработаем. Может, там изменения внесем в формате или Да. чего-то такого, чтобы более какой-то еще, ну, Может быть, в оформлении даже, да? да, Более красочно, да? ну, чтобы ну, красочно, ну, соответствовать Да. Дмитрию Петровичу Коркину. Да, вот 2 недели назад такой красивый турнир прошел. Поэтому, ну, это хоть и всероссийский, но мы должны все равно держать планку. Ну Так и хотелось бы отметить, что в соревнованиях, да, вот по борьбе, не только по спортивной, по национальной тоже, всегда у нас трибуны достаточно много болельщиков, там нету такого, что трибуны оказывались пустыми. Все приходят, все болеют за своих спортсменов и так далее, потому что у нас все активные члены сборной республики сейчас участвуют, да? да. Ну, здесь все почти сильнейшим составом. Ну, вот Бурятия, этого Красноярск. Да, и хотелось бы отметить, наверное, то, что еще некоторые спортсмены уже, ну, с самого начала проведения турнира ежегодно приезжают, да? Да, ну вот, скажем, Зайнетдинов, Зайнетдинов вот в этом третьем году вот первый миллионер, да, нашего да. турнира. Он уже вот третий, заявки тоже есть, участвует. Ну, посмотрим. В И этом он, году кому попадет это да, счастье. он же в двух разных весовых категориях раньше первенствовал. Это 79 и 86. Да. Нынче он 86, по-моему. И еще один такой немаловажный вопрос. Идея вообще по разыгрыванию вот такого огромного, можно сказать, огромной суммы денег для победителя. Откуда вообще зародилась? Ну, мы тут обсуждали комиссионно, да, скажем. Ну, у нас Александр Владимирович был такой, ну, честный человек, да. И поэтому мы решили, что, ну, там иногда бывает, ну, споры были, да, ну, там, например, в каком-то весовом категории мало участников, Мгм. где-то больше. Ну, это не его вина, да, что Мгм. в его количестве, ну, в весовой категории там мало участников, да. Ну, раз чемпионов, между чемпионами разыгрываем как бы этот приз, да. Мгм. И внутри даже, когда на первом турнире вот никто не верил, Да, скажем, да, ну, да. местные все заберут это Да, просто так, такое было, ага. да. И вот первый Зайнидинов взял и, ну, выиграл этот приз. И второй год, ну, Тумен Бадиев, Да, да, да. вот мы Из пока Бурятии. из наших пока, скажем, Никому не не везет, посчастливилось. да. Поэтому, ну, хотелось бы в этом году, может, кому-нибудь попадет это счастье. Да, ну будем, как говорится, наблюдать, Да, смотреть вообще за ходом всех поединков. И сегодня полуфиналы, завтра финалы. И будем, как говорится, смотреть, кому же перепадет 1 миллион рублей. да, Наличными же, да, по-моему? да. Ага. Поэтому вот тоже вот участники, да, вот что каждым годом уже у нас прибавляется. Мгм. Из-за этого тоже вот, если у нас справедливо, все честно проводим, поэтому скажу так, что ребята уже охота едут Мгм. сюда. Мгм. Александр Алексеевич, давайте остановимся на борьбе действующей. Да, вот у нас ковер Б, весовая М, категория до 57 килограммов. Ну вот первый период закончился. Давайте вы, как не глава района сейчас, а как экс-главный тренер республики Саха-Якутия, прокомментируйте борьбу наших соседей. Аяндай Ондар и Жаргал Баяндуев. Да, вот Аяндай Ондор, победитель всероссийского турнира Миндиашвили, Жаргал Баяндуев, он призер первенства России до 23 лет. Как бы оба лидеры своего региона, поэтому они, ну, друг друга хорошо знают, поэтому Ну и соперники основные нашего Льва да, Павлова, вот наверное, да? самые, ну, основные наши соперники, да, наших ребят, 57, вот, лидеры своего региона борются, И счет одни, минимальный. да, кандидаты, да, на первенство в Да-да. этом весовом категории. Поэтому вот борьба интересная, как И, бы. и вот как раз-таки, как вот
затронули, да, весовые категории. У нас в весе 57 килограмм борется, как всегда, наверное, да, весовая категория, как в народе говорится, мухачи. Самое большое количество спортсменов. Их 34, 61 килограмм 30 борцов, 65 килограмм 16, 70 19, 74 14, 79 8, 86 12, 92 9, 97 7 спортсменов, 125 6 спортсменов. И вот в тех весовых категориях, где малое количество, там, наверное, круговая уже, да, Там, по там, группам. там по группам идет. Ага. Ага. И вот на турнире, да, где вообще наши турниры, вот можно сказать, большие такие, Коркинский, Романа Дмитриева и вот Александра Владимировича Крылова, вся сборная республики всем составом, да, кто без травмы, все борются в Да, всех, обязательном порядке. да, кто без уважительной причины, все участвуют в этом Обязательный турнире. старт. Да, поэтому, ну, ребятам тоже надо где-то, ну, подзаработать, да, скажем. Мгм. Поэтому Ну и вообще старт, он вообще для спортсмена обязательный. обязательно, Да. да. Ну, в год, как Георгий Анатольевич Браков раньше говорил, спортсмен должен сделать 18 стартов, да. Поэтому у нас в основном ребята, ну, Никита Хабаров, вот они иногда вот борьбой Хавсагаем сильно увлекаются иногда, да, и это тоже с одной стороны Да. Хавсагай, как говорится, не мешает, но иногда чересчур они каждую неделю, и вот в М, прошлом году, вот как после Яригина, основная ошибка его была, что на России он уже Как говорится, да. ошибку сделал сильно много, да, там стартов. Он все равно накапливается, Хавсагай, тем более в его весе, он стоящий борец, да, Да. поэтому там по вольной, по Хавсагай ему как бы разницы нет. Мгм. Ну, а вы сейчас в данное время, ну, понятно, да, что работаете у себя на районе, возглавляете местную администрацию, и сейчас все-таки вы долгое время находились на посту главного тренера. Все равно борьба вас притягивает, наверное, и в районе, и вообще в целом. Да, Интересуетесь, да, все да, равно? конечно, всегда я интересуюсь, всегда смотрю ребят, всегда с тренерами на связи, как что. Поэтому, Мгм. А планы по развитию борьбы в Аймеконском районе? ну, Грандиозные, наверное, ну, ставят. планы, конечно, есть. У нас нынче ребята на играх Ботров завоевали 5 медалей, да, Мгм. там чемпионы есть, призеры. Поэтому в истории Меконского района и ну, столько медалей, что юноши наши такого не было, поэтому потихоньку начинаем развивать. Ну и на спартакиады школьников вот ребята наши медали имеют, поэтому в районе как бы борьба, скажем, ну нормально пока развивается своим темпом. Ну и сейчас в планах создать федерацию и уже планомерно работать. Вообще систематизировать, да, Да. работу по спорту в районе. Ну, вообще систематизировать по всем направлениям, Да, ну скажем. обязательно, конечно. Мы просто затронули только Да. спорт, да, конечно. Голова-то не только за спорт отвечает. И да, вот завершилась борьба между двумя лидерами своих республик. Это Аяндай Ондар и Жаргал Баяндуев. И в этой схватке победу одержал Аяндай Ондар. И как ваше видение вообще насчет формы, спортивной формы ребят нынче? Ну, сейчас ребятам просто тут ничего, какие-то цели в этом соревновании не надо ставить. Там надо выйти, отбороться, что это как бы тренировочный процесс все равно, да? Контрольный старт. Да, как контрольный старт. У нас спортсмен должен пик форму зайти на чемпионате России. Вот. Ну, если по взрослым взять, Мгм. а по юниорам на первенстве России, да? Поэтому, наверное, тренерский штаб не ставит перед кем-то каких-то задач. Тут надо, что какие-то новые тактики, новые приемы, которые они уже тренируют, да, что показали здесь. Все просто. Выйти и отбороться, Да, да, выйти задача. и от души отбороться. Мгм. И вот Вот у нас два Николаевых вышли, один Тимур и Рома, один молодой и опытный Тимур Николаев. Тимур Николаев после, ну, как бы один год перерыв взял, как скажем, он устроился на работу в МЧС. Сейчас в МЧС работал, поэтому как бы вот решил сейчас вернуться, между ну, делом, да, да, можно. возобновить тренировку.
Он как бы в Хасагае боролся, и вот сейчас вольный обратно. Ну и Ну, вряд ли он, наверное, да. соскучился, поэтому так бывает, да, Да. если где-то, ну, сейчас чуть-чуть, наверное, анализ сделал в голове, что сейчас еще надо, есть порох, пока есть порох, надо бороться, Ну, Тимур тренироваться. же молодой, он Да, 96-го, да, года да. рождения. Все Вот, еще впереди, по идее, да. можно сказать. И вот призер, нынешний призер России по молодежи Арман Николаев, лидер нашей республики, И заметим, да, чемпион республики этого года. оба в этом году на чемпионате мира по Хапсагаю первенствовали. Да, На 75 и 85. И вот промежуточная, можно сказать, весовая категория 79 килограммов. Тимур раньше, когда, ну, в основном но костяки сборной был. да, он 70 боролся, потом 74. До медали взрослого ковра чемпионата России Тимур уже совсем вроде, да, Тимур, да, не он хватило. за третье место проиграл, но там мог бы даже завоевать бронзу. Мгм. Ну, проход ноги сделал и, держа ногу, как скажем, не заработал балл. Упустил медаль, Да. держа его за одной рукой, можно сказать. Ну Вот вот, более молодой Рома уже как бы как член сборной России уже берет в свои руки, все контролирует, атакует. Вот. Сейчас посмотрим опыт. ну вот очень много вообще спортивных болельщиков, любителей борьбы возлагает большие надежды на Романа Николаева вообще в целом. Ну да, Рома вот как у него антропологическое, да, вот Да. у него руки, ноги длинные, как у Вайсар Сайтиев, скажем. Ему бороться и бороться. Главное, чтобы он правильно тренировался, цели правильные ставил перед собой. И у него все данные есть, по идее. Да, и вот перед вами первый период у борцов завершен. Ну, они вообще не первый раз, наверное, да, борются. Да, Каждый раз на тренировках, на они друг друга стартах. хорошо знают, Да. у кого сильные и слабые стороны. Ну, Павел Михайлович Капитонов в секундире Рома, его личный тренер. И сейчас Рома тренируется под руководством Владимира Григорьевича Яковлева. и вот личный тренер вплоть с детства, да? Да, Николай Романович Крылов, Николай Романович Крылов. воспитанник Иннокентия Андреевича Халдеева. Да, ребята входят во вторую трехминутку, второй период. Ну, счет такой скользкий, можно сказать, да, Да. Ну, 3:0. это 3:0, это еще ничего не означает. Там один момент, все может вообще на другую сторону повернуть. И вот хотелось бы у вас поинтересоваться еще насчет чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях. Наверное, наблюдали, да? Да, я наблюдал. Ну, вот сейчас все говорят про Оно, да, Мгм. японца. Но он всех разгромил. Ну, он такой по молодежи тоже очень так ярко боролся. Ну, такой интересный турнир прошел, скажу, да. Мгм. Вот Садулай вообще красиво на опыте, да, вот скажем, что класс, опыт, вот это, он четко, грамотно все, всех выиграл. Оп, и тут опасное положение создает Роман Николаев. Да, вот Рома. Я думаю, Рома тут возьмет. Да, ну тут практически забрал. Тимур защищается. Опа, и 2 балла зарабатывает свой актив. Роман Николаев. Счет становится 5:0. 5:0 это уже, ну, как бы нормальный такой счет, да? Да, это уже как бы такой комфортно, Да, можно сказать. более-менее. Да, Пятибалльные броски же не отменены сейчас, да? да. В любой момент. Ну, время еще вот минута 40, это вагон времени. Тимуру еще есть время отыграться. Ну и тут, наверное, важный факт, то, что Рома действующий вообще непрерывно, да, наверное, Да, ну, борется еще сейчас. молодой растущий борец, поэтому он должен своим темпом, молодостью забрать. Они еще в прошлом году на Тарском, На по-моему, Тарском, финале, да, да, Рома встречались. выиграл. Ага. Рома тогда еще Сахачи, да, турнир? Да, Первенство Сахачев среди тоже. молодежи, потом среди взрослых.
И такой достаточно показательный борец наш тоже. Вот. Надежда. Опа! Дерево уже сейчас опасно. Вот там 5-2 стало. Еще минута есть. Можно там на ногу работать. Дальше оттуда много баллов можно взять. Да, ну, На промокашку. контролирует, по-моему, хорошо. Его промокашку. А, на Вот. промокашку Сейчас забрал уже Тимур можно. Николаев. Вот. Сейчас опасный. Вот. Опасное Вот положение. что сейчас. Вот. Что случается. Ну да. А говорили, счет комфортный. Да. Вот уже 5-4. Ну вот еще О, 30. совсем чуть-чуть не хватило. Это с одного положения сказали. А, Не дали. Ну вот. очень опасное положение было, действительно. Тимур Николаев мог чистую победу одержать, в принципе. Нет, там можно, по идее, он же в корпус вот так. Интересуется у судей, где мои баллы, Тимур Николаев перед вами. И вот боковой судья. Там Ну тут как бы спорный момент. Сейчас судьи будут, наверное, обсуждение проводить, смотреть повтор. Перед вами Николай Романович они Крылов. формулируют, что это одно положение. Но там Тоже интересное положение, потому что на чемпионате России прошлого года нашего Олега Фомина Курбан Шираев тоже в одном положении держался, по идее. И там баллы раздали. ну тут от судьи тоже зависит, Да. да. Как бы здесь у нас внутри России тоже вообще по-другому оценивают. На Да. чемпионате, на чемпионатах Европы, мира по-другому оценивают очень. Там. Поэтому, ну вот уже 5-4, можно еще, 10 секунд осталось. Ну тут, да, скользкий счет. Вот, отстоял Тимур. Рома. Да, и Роман проходит в полуфинальную стадию всероссийского турнира памяти Александра Владимировича Крылова. Ну тут, по идее, это 5 секунд, это очень много, наверное, да, для борца. Потому что Абдулрашид Садулаев у Гасимпура за несколько секунд же забрал. Да. Тоже очень яркие поединки. Ну и перед вами аксакалы борьбы, как в простонародье называется, Улахану Байдар, которые постоянно наблюдают за развитием и ходом всех соревнований. Перед вами повторы, яркие повторы поединка между двумя Николаевыми, Романом и Тимуром. Ну да, если честно сказать, Тимуру совсем чуть-чуть не хватило, можно сказать. Там надо было натушить. Да, на промокашку Да. поймать. Ну, такой шанс один раз дает. Да. Или же отпустить еще раз на 2 балла. Мгм. Тогда. Тут видишь тоже, как человек ориентируется во время схватки иногда. Мгм. От этого тоже зависит. Время было, там можно было еще отпустить еще раз на 2 балла. Ну и выходит тоже один из лидеров весовой категории Албан Аввакумов, И наш гость из Кемерово, да? Ростислав Королев. Тоже в последнее время эту фамилию и имя замечаю в данной весовой категории. 70-74. Да, вот Ростислав Кемерово, Королев. у них такие вот штучно появляются такие борцы. Крепкие ребята, да? Да. Кузбасские. Там Кирилл Корнеев такой был, Да. тоже неплохой. Копытов, по-моему, еще. Да. Серебряный призер России по студентам. И да, вот сразу, контролируя руку, отдал шею Ростиславу Королеву Албан. Ну, сейчас 74, один из лидеров Болтуев, наверное, да? Да, безусловно, Болтуев, потому что он и финалист до Коркинского, М, и достаточно достойную конкуренцию показал нашему Виктору Рассадину. Конкурентную борьбу. Многие, наверное, телезрители будут ждать его выхода на ковер. Ну и вообще Кежик Чимба, да, тут тоже присутствует вот в этих схватках. Константин Капранов тоже, интересный да, состав. интересных имен достаточно, можно сказать. Чаян Монгуш,
Азрет Улембашев. И их вообще немало в целом. Ну, Албан такой нестандартный борец, да, у него он как-то тягучий. А что У вы него думаете? вес такой не сильно большой. Опа. В целом о стабильности борцов, которые, ну, яркие выступления показывают. Ну вот Албан Аввакумов же, по-моему, раньше в Мирном Виктора Асадина тушировал же, да? Да, ну, говорю, вот так, он не такой вот стабильный. Вот. Кого-то может так сильно выиграть, а кому-то слабому, скажем, да, или кому-то так просто нестандартно проиграть. А в чем, думаете, причина такого? Опа! Вот видите, вот он как уже. Ну, у него такие движения, он на своих движениях иногда вот попадается, или наоборот вот так берет и ложит, скажем. Вот там, ну, стоп, туше там. Фиксации нету, да, что? Есть же? там туше, Стопроцентно, да. да. Боковой не дает, да, по-моему? Ну так, а я у Лазарев там Шабанбая, да? да, Шабанбай, даже вот на чемпионате мира в Москве сколько держал на туше и не давали. Да, и давайте посмотрим Как повтор, капитан команды. как Сейчас Албан Аввакумов с опасного положения резко перевернул и положил на лопатки Ростислава Королева. И сейчас наш капитан сборной команды республики Константин Капранов. Ну, Константин вообще изначально этот год, ну, до этого, прошлый год завершил достаточно на хорошем уровне. да, Потом у него травма, да, ну, по-моему? после травмы он как-то вот, ну, думаю, потихоньку наберет уже былые формы, да, скажем. Но иногда после травмы, иногда вот уверенность или какая-то, иногда вот человек теряет, да. Ну, щас. Сокомандники вышли, Константин Капранов и И Андрей молодой Румянцев, да. Андрей Румянцев, ну, тоже Андрей, это молодой наш спортсмен. Ну, думаю, ему Да, такие схватки для молодых ему в борцов, пользу, да. да, необходимы. Если даже проигрываешь, то ты берешь Да, большой но багаж опыта, ему да. надо, он ничего не теряет, Да. надо до последнего бороться, что от него зависящее максимально Опа! показать. Вот Костя хорошо прошел, Да, ну, в своем стиле, можно да. сказать. Постоянно вот такие проходы делает Константин. Думаю, до России в оптимальную форму наберет. Да, очень надеемся. Все надеемся, любители вольной борьбы. Ну, у него тренер Егор Терентьевич Пономарев. Думаю, они анализируют уже, что где добавить, где что тактику, где технику, да. Поэтому По-моему, еще буквально на днях, да, директор данного спорткомплекса, Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Михаил Дмитриевич Пахомов открыли тут VIP-зал, да, раздевалки. ну, мы в этом году ремонт спортзала, да, ну, благодаря детям Азии мы вообще там, ну, условия ребятам сделали, что там ковер вообще полностью весь зал, и чтоб ребятам молодым, ну, чтобы мотивация поднять, ну, условия лидерам сделали, VIP раздевалки, чтоб кто хороший результат покажет, он должен туда перейти, скажем, да, а кто уже как бы не держит свою марку, скажем, да, а не освобождает это. Освобождение тоже есть, да? Да, конечно, он там попал, и Не надо да, расслабляться, не да? надо расслабляться. А там какие-то требования к спортсменам есть вообще по показателям? Ну, по показателям, ну, конечно, есть. За год он какие М, турниры, например, ну, первенство, там, международные турниры, да. мгм. Например, вот Константин Капранов, он не попал, кажется, в этом году, потому что в этом году у него М, таких громких результатов нету, поэтому Ну, одна, там у можно нас, сказать. да, ну, по всем видам спорта, там не только А, борцы, поэтому Опа! там боксеры, кикбоксеры, там, Они соседи же, да, по-моему? да,
Счет моментально 6 баллов забрал. Но тут Андрею не надо сдаваться, Да, думаю. тут еще время Да, есть. первый период Надо еще до не конца завершен. бороться. Константин пока что оставил, до конца не довел дело. Или как? Да-да-да, не довел дело до конца. Ну, думаю, уверенности в этой схватке у Константина достаточно. Да. Костя такой работящий парень, да? Поэтому, думаю, он сейчас наберет свою форму. А как вообще борцу нужно набирать уверенность при выходе на ковер? Но это приходит все равно опытом, да, и вот, ну, где-то ты, например, вот тот же Костя вот на Иригинском третье место занял, да, и после он вообще моментально уже по-другому, ну, после до этого, как вот Жирбаева на туше, Мгм, когда выиграл, после таких побед вот спортсмену очень такая, ну, уверенность и вот это поднимается, да, мгм, таких побед. Ну, если он хорошо тренируется, да, объем, который ему дает тренер, все делает, то он тоже уверен, что в своих силах, да, скажем. Поэтому тут все факторы мгм. играют роль. Ну и вот опытный, да, наставник. Ну и каждым таким турниром вот все равно накапливаешь опыт, Да, да, нарабатывается опыт. нарабатывается все это. И все уже доходит до уровня автоматизма, да, можно сказать. М. Второй период начался. Ребята уже вступили в борьбу. Ну, счет, как говорится, такой большой. Разрыв большой. Великий, можно сказать. Андрею тут надо до конца работать, взвинтить темп, не стоять на месте. А Константину, наверное, уже набрать Да. свои 2 балла, Вот как либо балл. на чемпионате мира, да, вот этот, он тоже, вернемся к нему, он как бы никакого авторитета он не признает. Мгм. Это Он, самое главное да, вообще. он всегда голодный, скажем. Вот хороший. Оу! Показательный бросок, как по учебнику Юрия Шахмурадова, можно сказать. Да. Он 4 еще балла. говорит, давайте мне вот Магомедова Вазгаджи дайте, да, Да. вызывает. Тогда я только его, если выиграю, тогда я себя, Почувствую, да. да, что чемпионом мира. Да, Константин Капранов очень ярко победил молодого нашего борца Андрея Румянцева. Ну, такие спортсмены добиваются каких-то высот. Вот наш Да. Виктор Николаевич Лебедев тоже всегда говорил в интервью конкретно, да, я стану чемпионом, там уже я спокойно выиграю, так всегда же он так говорил. На сетку не смотрю, да? Да, скажем, любой в 4 часа утра разбудите, я выиграю. Ну, вот, типа тоже вот как бы он Уверенность. себя тоже мотивирует этим. Поэтому, если надо, сказал, надо же соответствовать этому. Поэтому вот себя тоже он, Виктор Николаевич, так мотивировал. А вы в каком году со сборной республики посещали Японию на учебно-тренировочные В туры? 19 году мы были. Ага. И что вы подумали насчет вообще подготовки Ну, у японцев? них очень, скажем, все комплексно подходит. Мгм. Что питание, там научный центр у них очень сильный, да. Но перед сбором они все измеряют, все тело спортсмена. Мгм. Ну, наших проверяли там, ну, там, на жирность, там, все выводится как-то у них. У них оборудование такие все передовые, да, поэтому Опа! Джулус Петров. выигрывают монгола, да. Ганцуш Наранбатора выиграл, да? А, там челлендж, по-моему, кинули. Да. Там у них вот отдельно тренер по физподготовке, все до мелочей, все разобрано. А там не только, наверное, для членов сборной, да? Или как? Не, мы там только где национальная сборная Японии тренируюсь, мы с ними вместе тренировались. У них же там еще университеты, В да? клубах, в университетах мы не были. А, Там интересно, как они тренируются. Все равно система одинаковая, наверное. мгм.
Ну, у них вот все комплексно, научное, что вот это все. Научное, медицинское Да. и вообще в целом физическое, да? Да, по питанию у них вообще тоже отдельное, да, что попало, не кушают, скажем. Интересно. Ну вот, почему задал этот вопрос? Потому что у всех на слуху этот парень молодой, да, Масанасуке Она. Каждый любитель борьбы, вообще все, даже можно сказать, в шоке от его борьбы. Ну, Такой я, молодой. да, у тренеров спрашиваю, ну, в основном, на какие качества вообще, ну, внимание, да, Мгм. вы уделяете? Ну, они говорят, ну, прямой силой мы никого, ну, мы азиаты, так не можем выиграть. Они говорят, на скорость, на взрыв в основном, Мгм. как бы, работали они. Ну, мы тоже, когда на сборах были, в основном у них на взрыв и на скорость. Мгм. Вот эти качества. Мгм. И на выносливость. Вот. И давайте вернемся к нашему турниру, к обсуждению, да. С 2 часов состоялось открытие же, да, турнира всероссийского. И там были вручены удостоверения мастеров спорта, да? Давайте вкратце про вот этот. Ну, там ребята, 7 ребят получили корочку удостоверения мастер спорта России. Александр Авелов, Петр Адамов, Петр Адамов, Владимир Бояновский, Николай Хлопков, Иван Хлопков, Заболоцкий Николай Заволоцкий и Игорь Николай Матвеев. и Игорь Матвеев. Все Да. ребята сейчас борются, кроме Баяновского, да? Кроме Бояновского и Ивана Хлопкова. Мгм. Ну, Бояновский там у него травма, поэтому сейчас М. не борется. Да, относительно молодые ребята, да, получили мастеров спорта. Да. Отрадно. Еще на 7 человек в республике стало мастеров Да, больше. мастеров больше стало. Но это не потолок, можно сказать. Ну, это да, Надо, да, просто работать, да. ребятам мотивация в будущем, что выполнить международника, Да. заслуженного мастера спорта, да. Мгм. Поэтому, Ну тут на ковре Б очень долго такая пауза. ну вот сейчас Пшенников наш основной конкурент, скажем, да. Да, в этом весе. Да, в этом весе Нургуна Сергина выигрывал несколько раз. Да. И Последняя наш встреча, по-моему. молодой Аронов. Аронова Толмачев же тушировал, да, по-моему, в этих соревнованиях. Очень быстро при том. Ну и в соседнем ковре очень такая яркая схватка завершилась. Николай Сивцев победил Куприянова из Республики Бурятия, Дмитрия Куприянова. И проходит далее в полуфинальную стадию. Совсем пару поединков остается до полуфинальных поединков, и мы станем свидетелями. Ну, как вы все знаете, у наших соревнований 10 весовых категорий, да, постоянно. И по 4 схватки мы будем наблюдать, кто же выйдет в финалы. И, наверное, уважаемые телезрители, будете наблюдать и предугадывать, да, кто же может стать обладателем 1 000 000 рублей. Вот Константин Пшеничников, Евгений Аронов. На ковре С весовой категории до 79 килограммов поединок ведут Максим Трифонов. Да, вот как раз-таки про Пшеничникова вспомнили, да, вот такой, ну, можно сказать, на первый взгляд человек не скажет, да, что он такой Да, он такой, скажем, своеобразный борец. не силовой борец, скажем, да, он все время нагнетает, ну, темповик, скажем. Да. У него темповая борьба. Напор сильный. Да, он все время давит. Опа! Второй раз дает пройти в ноги Аронов Евгений. Наш Евгений. Вот, пока. И его родной брат Андрей Аронов. Андрей Аронов сейчас перешел за Республику Киргизию.
чемпионом Кыргызстана в прошлом Да, году в стал. прошлом Да? году стал. Ну, посмотрим, как он себя проявит. Нынче на отборочном квалификационном он за третье же проиграл, по-моему. Очень так ярко тоже отборолся Андрей. Ребята с Мирного же, да, района? Да, они с Мирного. Представляет Красноярский край и параллельный зачет Кабардино-Балкария. Мастер спорта. Ну, Евгений тренировался под руководством Сивса Ивана Николаевича. Вот, как бы сейчас не стало нашего тренера. Поэтому сейчас вот Виктор Алексеев. Да, Сивц Иван Николаевич воспитал вообще целую плеяду, можно сказать, да. таких ярких борцов. В основном тяжей, да? Не, вот Тяжами последние годы А, он как бы вот как с Аялом начал, и вот ну, Евгения Алексеева тренировал, Вара Тимофеева тренировал из Тяжей, да, чтоб Чукровы. Чукровы были. Николаевич как бы очень много под его руководством тренировались. Да, очень приятный был тренер, на самом деле. Тоже приходилось не раз с ним общаться. Очень честный, такой справедливый человек. И, к сожалению, вот не стало нашего великого, да, можно сказать, Да. тренера еще одного. Ну вот Андрей, Евгений вроде Опа! не готов вообще. Да, он почему-то вообще... Ну он вроде, я его как иногда в зал захожу, он ну вроде в последние только он начинает тренироваться, кажется. м, Поэтому, ну, видно сразу Пауза по его, была, да? да. Ну вот у ребят даже микро какие-то травмы, да, вообще дают о себе знать. Дискомфорт какой-то может быть. Ну, вообще на все старты, наверное, надо выходить стопроцентно подготовленными. На ковер приглашаются Арсалан Мажимаев, Да, и сейчас перед вами повторы поединка Пшеничникова с Ароновым. На вертушку хотел взять, и вот Пшеничников спокойно так забежал и накатил. Да, сейчас будет схватка четвертьфинальной стадии, тоже за выход в полуфинал. Представитель Забайкальского края с красного угла Арсалан Бальжинимаев и наш парень, по-моему, уроженец Алданского, да, района, Да. Виталий Ефремов. Ефремов, призер республики этого года. Он взрослую борьбу вот так резко в этом году зашел. На Тарском, по-моему. На Тарском, да, он Иревория Самсонова, его же с приемом на 5 баллов. Пистолетом? Да, не, прогибом. Ну, Иревория же со всех положений бросает, не только пистолет. Прогибом тоже бросает. Его самого прогибом на 5 баллов бросил. И вот. Риоли сейчас, по-моему, тренер. Да, он тренер в Сантарах, у себя на родине. Ну, студент Черепчинского государственного института Виталий. И вот Бальжинимаев, лидер республики. Ну, сейчас, ну, у него двойной зачет, Забайкальский и за Бурятию вот боролся. Некоторые еще зачет Да, дают. некоторые в Иркутск дают. Ну, сборная Бурятии в основном из Забайкалья ребята. Вот. Ну, такие выдающиеся, да, почти. Базар Гуруев, вот и все такие из Забайкальского края. Борис Будаев тоже, да? Борис Будаев Из Бурятии. с Улан-Удэ, да. Самой. Недавно же, по-моему, как раз-таки Будаевский турнир завершился. Наши ребята Игорь Матвеев, вот как раз-таки Аронов, да? Аронов бронза, по-моему. Матвеев чемпионом стал. Очень хорошие такие поединки тоже показали. Ну и давайте, наверное, поблагодарим Александра Савельевича за то, что уделил нам время, уважаемые телезрители, потому что он поделился своими впечатлениями о данном турнире и в целом по борьбе в Республике Саха-Якутия. И мы вот как раз-таки вот взволновались перед началом и забыли вас поздравить с избранием на должность главы Аймаконского района. Хотелось бы пожелать вам дальнейших успехов в непростом, наверное, деле по возглавлению органа местного самоуправления.
с особенным климатическим таким условиями. И до скорых встреч, можно сказать. Ну, большое спасибо. Ну, и хочу поздравить всех жителей республики с наступающим праздником, да. У нас впереди День единения, да, поэтому всех поздравляю, всем добра, счастья, спасибо. Спасибо, Александр Савельевич. На ковер сын приглашает микрофон Волховую, Республика Бурятия, Вадим Наджаев. Да, и экс-главный тренер сборной республики, ныне избранный глава Емяконского района Александр Савельевич Оконешников перед вами поделился своими эмоциями, своими впечатлениями не только о турнире, а в целом про борьбу в Республике Саха-Якутия. Вы послушали, стали свидетелями тех самых сборов 2019 года, которые проводила сборная в стране восходящего солнца, да, в Японии. И давайте сейчас остановимся непосредственно на турнире и на борьбе. Вспомним, какой же выдающийся человек был Александр Владимирович Крылов. Еще раз упомяну его имя. Мастер спорта России по вольной борьбе, народный депутат Госсобрания, Илтумен 4-го созыва нашего законодательного представительного органа, являлся президентом фонда «Спортивная Якутия», генеральным директором строительного рынка, председателем Якутского регионального отделения партии «Опора Россия», «Опора России». Ну и выдающимся общественным деятелем и меценатом являлся наш Александр Владимирович Крылов. И сейчас в его честь в 3-й раз проводится всероссийский турнир по вольной борьбе, который собирает немало именитых спортсменов и начинающих таких ярких проспектов спортивной борьбы Республики Саха-Якутия. Как упомянул Александр Савельевич Оконешников, друзья, организаторы и в целом организационный комитет среди обладателей золотых наград разыгрывают приз в размере 1 миллиона рублей, что очень похвально. И в нынешнее время такое, да, можно сказать, тяжелое. Вот такой подарок, ну не подарок, а розыгрыш 1 миллиона рублей является таким отличным стимулом для спортсмена, тем более в таком виде спорта, как вольная борьба. Отметили, что сборная республики выступает практически со 100% составом. Это 98 борцов вольного стиля в сегодняшнем турнире принимают участие. И среди прочих спортсменов у нас 2 недели назад, как только тоже упомянули, Коркинский турнир наш прошел в память нашего великого прославленного тренера Дмитрия Петровича Коркина. И вот призеры данного турнира. Ну, чемпион Александр Авелов, призер Константин Капранов, Андриан Ленский, Нюргун Сергин, Максим Толмачев и Никита Хабаров тоже принимают участие в данном турнире, что украшивает данный турнир. Ну и вот про гостей тоже еще раз пройтись. Это Республика Бурятия, Республика Тыва, с города Владивосток, города Иркутск, Кемеровской области, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска и с зарубежных стран, это с Монголии, принимают участие спортсмены. Про призовой фонд тоже повторились. Это чемпионам по 70, серебряным по 50, бронзовым по 30 тысяч. И тренеру победителя вручается тоже 20 тысяч рублей. Нынешний состав, по участникам это 155 участников нынче принимают участие. В прошлом году было такой спад по участникам, это 90. И в самом начале турниров принимали участие 123 спортсмена. Ну и после того, как мы закрепили наш материал, который мы собрали с Александра Савельевича Оконешникова, к нам присоединяется наш очередной гость. Это Алексей Алексеевич Филиппов, директор училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. Алексей Алексеевич, добрый день. Добрый день. Да, давайте тоже обсудим про первый и вытекающий про второй вопрос об организации турнира и вообще про историю турнира Александра Владимировича Крылова. Ага. Ну, этот турнир всероссийский, значит, по счету, кажется, 3-й или 4-й? 3-й турнир. Да, 3-й, ага. Так, после ухода из жизни, значит, Александра Владимировича, значит, друзья, родственники, выдали такую идею, что надо провести турнир. Он сам был борцом тоже, хорошим мастером спорта.
Ну и турнир этот как бы согласовали Федерации борьбы России. Здесь, значит, поддержали Министерство спорта. И этот турнир уже третий раз проводится. Состав очень сильный, хороший. Я думаю, что этот турнир в дальнейшем вырастет еще. Вы в организационном комитете непосредственно с самого начала, да, проведения турнира? С 22-го. Ну, основной организатор это ТВЦ строительный, где он руководил. Там его друзья, это Николай Константинович Адушинов, его друг, Иванов Прокопий Семенович, значит, его личный тренер, и дядя. Ну и там ребята Афанасий Иванович Заболоцкий, Афанасий Александрович Иванов, его друзья, и я тоже. Все как бы распределяемся. И, при поддержке, конечно, Министерства спорта и Центра спортивной подготовки «Триумф» проводится турнир. Ну и вот эти призовые и так далее, это все его как бы друзья. Помогают, спонсорством помогают и так далее, поэтому призовые хорошие и так далее. Не просто, наверное, да, так взять и провести вот такой огромный по организационным моментам турнир, да, всероссийский. Да, конечно. Очень много таких стадий надо пройти. Нюансов много, конечно. Но как бы опыт уже проведения турнира и в ЦСП «Триумф» есть, и уже по счету третий, поэтому уже что, где, как наработано. Третий раз в «Триумфе», да? Да, третий раз в «Триумфе». И у меня такой вопрос назрел по ходу интервьюирования. Много ли борцов молодых именно с училища Олимпийского резерва принимают участие в данных соревнованиях? Я вас поправлю. Я, значит, был директором 2005 по 2021 год. Сейчас, уже не директор. Долгое время работал, конечно. Примерно знаю, кто борется из города. В основном сборная республики это где-то 60-70%, наверное, борцы из училища. Молодые. Да, молодежный состав. 17-18 лет, 19 лет. Поэтому им как раз вот этот турнир очень на руку. Для того, чтобы опыта набраться и так далее. Домашний турнир и состав хороший, поэтому вот на таких турнирах набираются ребята. И вот как раз таки, наверное, после Коркинского турнира, да, ребята остались на учебно-тренировочные сборы и сразу же тоже сделали контрольный старт. Да. Да, и перед вами, уважаемые телезрители, на экранах как раз таки борются представители наших соседних регионов. Это Республики Бурятии, Андрей Елбаскин и Буянто Шадапов. И что вы вообще можете сказать о различии именно в развитии борьбы, что в республике, что в Бурятии? В чем разница, можно сказать? Бурятия это извечные наши соперники, друзья, братья. Преимущество Бурятии в том, что значит, они ближе находятся к центру. И Сибирский федеральный округ тоже, значит, близко. Но они лет уже 4 или 5 уже входят в Дальневосточный федеральный округ, поэтому они больше стали приезжать к нам, мы к ним ездим, поэтому это плюс, хорошо. Так-то у нас есть училище Олимпийского резерва, в Бурятии такого училища у них пока нету своего, но у них есть хорошие школы Олимпийского резерва. И у них с Монголией как бы есть тоже связи хорошие. Они постоянно друг к другу ездят. Сборы проводят, совместные сборы. Тоже в этом у них есть преимущество. И борьба у нас, можно сказать, похожая, как бы азиатская школа у нас. И больше они акцентируются на силовых таких. В силе они, конечно, у них преимущество есть. Мясо много кушают они, баранину кушают там и так далее, да. Поэтому, а у нас наша борьба, она более такая скоростная, тактическая. Поэтому все равно у нас где-то у нас плюсы, где-то у них плюсы, где-то вот так все в балансе. А вот
Александр Владимирович в свое время в каком весе он боролся? В Александр, каких Владимир- весах, можно сказать? Не в одном, наверное, боролся. Александр Владимирович в школьные годы боролся 68, 74. Потом после школы тоже в молодежном возрасте тоже 74, 78. Но он был рослый, светлых кровей, он с маленьких классов, он уже вес у него большой был. Мгм. И он хорошие результаты он показывал уже где-то 17, 16, 17, 18 лет. На первенствах России он хорошо выступал, на всероссийских, Мгм. на всесоюзных соревнованиях. Ага. Мгм. В силе он был сильный. Он был, Именно ну, физически да, развитый, да? да, жилистый, сильный был. Да, в этом у него преимущество было. Мгм. И вот как раз-таки про поддержку спорта в Якутии тоже упомянул вот после диалога с Александром Савельевичем. Мгм. Вообще про работу, которую, про политику в спорте, которую проводил Александр Владимирович Крылов. Мгм. Вкратце можете рассказать тоже. Александр Владимирович, вот когда они создали вот этот центр строительных материалов, он сразу параллельно он создал фонд «Спортивная Якутия», Мгм. и какую-то прибыль от вот этого бизнеса он отчислял в вот этот фонд, и через этот фонд он финансировал выезда спортивные, стипендии, значит, назначали, значит, ребятам, помогали ребятам, да, вот. Поэтому он сам, значит, в школьные годы он рос тоже в такой, ну, мать одна воспитывала Мгм. его, жили в однокомнатной квартире, тоже рос таким, ну, зная все тяготы как бы жизни, поэтому он, когда уже, ну, начал заниматься бизнесом, он уже, у него вот тяга была помогать детям, спорту, борьбе, и он вот города Якутску, вот Дюша 3, там Дюша, ну, спортивные школы, которые занимаются борьбой, он здорово помогал им. Значит, не к нему ходили, а он ходил, например, сам, А, приезжал в спортивные школы, таланты и, разглядывать, да, и так да, далее. да, говорил, чем помочь, там М, и так далее. Вот сам как бы инициировал эти дела. Очень. мгм. Вот такая у него была. Ну, вообще Молодец. характеризуется, наверное, большим таким сердцем, да, можно сказать, Да, да, да. который он вообще в спорт уделял. Это вот из уст Алексея Алексеевича мы услышали о том, что детско-юношеские спортивные школы, вот человек, наверное, ну, политически такой выше, да, по рангу. Мало кто, вот, наверное, так ездит и Да, сам предлагает свою помощь. да. Сейчас же людей таких очень мало. Мгм. Очень мало. Человека с большой буквы. Да. Именно он вот все он сам прошел, через себя он вот это все пропустил, что такое борьба, что такое сборы, эти изнурительные тренировки, сгонка веса. Он, значит, отучился раз, два, три, в 3 школах. В 3 школах учился. Я с ним со 2 класса учился вместе. Мгм. Это в какой? Это вот Саймиконского района, Ага. село Тамтор. Ага. Вот со 2 по 7 класса мы там вместе учились. Ага. На тренировки вместе ходили, поэтому, ну, я знаю, как он рос, как он вот это все постигал и так далее. Потом с 9 по 11 класс тоже вместе учились в Амге. Мгм. Он уже переехал сперва в Чурапчу переехал. Ага. В Чурапче один год проучился, потом переехал в Амгу. Тогда в Амге была тоже очень сильная школа Михаила Скрябина. Мгм. И там 2 года мы тоже отучились вместе. Мгм. В обычной школе или в спортивной? Обычная школа, А, но есть это спортивная школа, куда мы ходили. В интернате жили Мгм. вместе. Вот так все было. Поэтому о характере и так далее я его хорошо знаю. Вообще с детства, да, Да, можно да, сказать, да, с можно. самого юношества. И вот эти качества, которые у него были именно в детстве, можно сказать, в школьные годы,
как-то проявлялись ли вот такие лидерские качества, которые могли бы стать вот тем самым, ну, отправной точкой, чтобы стать таким, ну, большим таким человеком? Да, вот в младших классах, где-то в пятом, в четвертом, пятом, наверное, да, Мгм. он уже вырос как-то, вырос сильно. И большими ребятами тренировался вместе. И ну, на соревнования тоже ездили с большими. И по возрасту это больше ребятами он соревновался. И ну, мы так разговаривали после тренировок, соревнований. Он говорил, что вот через борьбу или через спорт он все равно как бы станет большим человеком, Мгм. уважаемым таким человеком. И как бы то, что в школе, то, что вот младших классов, ну, тяготы были, да, Мгм. денег не хватало там и так далее. Он говорил, что вот я все равно стану как бы большим человеком и наоборот буду помогать людям. Вот такое у него было. И Мгм. через спорт это он все реализовал. Спорт ему помог, борьба помогла ему стать, ну, воспитать характер, волю и бороться до конца. Ну, что бы то ни стало, Да, доводить все до логического заключения, да, можно сказать. да. Он говорил, что ну, надо заниматься бизнесом, Мгм. чтобы как бы реализовать свои мечты, свои идеи. И вот это они создали вместе. Вот, создали такой большой центр строительных материалов. А раньше там была пустая земля, Мгм. пустая земля, ну как бы барахолка была, да, Мгм. и ребята все это реализовали. И по сей день он проводит, да, свою работу, торгово-восточный центр Да, строительный. торговый сейчас помогает очень многим людям Мгм. там строиться дома, здания и так далее. Ну, основное такое место, где люди закупают свои строительные Да, материалы, по мелочи, да, тоже. да, В любой момент можно туда прийти и найти то, что тебе нужно, можно сказать. да. Ну и перед вами, уважаемые телезрители, тоже схватка наших местных борцов. Это один из лидеров сборной республики в красном углу по взрослым. Это Джулсхан Тотонов, уроженец Сунтарского района, победитель и призер немалых соревнований. И его соперник, достаточно молодой, такой амбициозный парень, уроженец Вилюйского района Василий Григорьев. Нынче он на первенстве России пятое место занял, тем самым попал в сборную команду среди молодежи. Да, Татонов, он в училище учился у нас. Да. Гаврил Сергеевич Игнатьев, его тренер. Мгм. Сейчас он находится на чемпионате мира с Нюргуном Скрябиным. Да, как раз таки вот недавно проводили стрим, прямой эфир чемпионата мира. Там его видели, можно сказать, М. на платформе Wrestling TV. Джилустан давно борется уже. Он раньше в детстве Джулустаном был, да? Джилусхан, А, кажется. с детства, да? Да, с детства. Я думал еще, что он имя поменял, Ага. в какой-то момент Джулусханом стал. Ну и вот Василий Григорьев, можно сказать, сейчас сдает экзамен более такому, ну, М. опытному, да, борцу Джулусхану Татонову. Мгм. А Григорьев у нас что представляет-то? Республику Саха-Якутия. Тоже училище, кажется, да? Да, скорее всего. Ему Да. 20, по-моему, лет, Ага. если не ошибаюсь. Ну, по секундантству, да, кажется, училище. Там сидит Да, Василий Неустроев. Василий Василий Прокопьевич. Прокопьевич. Старший тренер сборной по молодежи. А Джилусхан, наверное, училище закончил уже. Да, закончил. Там Николай Захаров сидит. Кирилла Николаевича сын. Ага. Мгм. ЦСП. ТСП. Мгм. Завтра, Счет 1-0, минимальный, до конца первого периода остается. И вот перед вами на экранах старший тренер сборной республики до 20 лет, да, по Ага. молодежи Василий Прокопьевич Неустроев. Ну, Василий Прокопьевич, он долгое время в республике не был, да, по-моему, где-то за границей жил. И вот приехал, теперь сейчас плодотворно занимается с ребятами молодежного возраста. А он работал после учебы, он, значит, работал в дирекции «Дети Азии», Мгм. потом где-то 3 года, по-моему, потом перешел в училище Олимпийского резерва, Мгм.
методистом работал, потом уехал в Америку на полгода, потом с Америки приехал и уже как бы заряженный на тренерскую работу приехал оттуда. Можно сказать, что-то заимствовал, да, оттуда, из Запада, можно сказать. Ну, он там, да, посмотрел, как там у них, значит, выстроена система подготовки борцов. Работал там в каком-то клубе, по-моему. Мгм. И уже оттуда он такой приехал и сразу сказал, я хочу стать тренером. Как раз очень символично, потому что мы буквально вот на предыдущем интервью с Александром Савельичем разговаривали про систему борьбы Японии. А вот теперь мы с вами про западную систему борьбы тоже затронули тему. Ну, Ну, это дает повод, наверное, в развитии борьбы именно в республике. Наверное, Да. надо задуматься. Да, конечно. Вот, например, Коркин же, когда ездил на Олимпиаду в Токио, в каком 64-м или кого, он же оттуда, значит, приехал и сказал, что, оказывается, якуты могут бороться, и мы тоже сможем воспитать олимпийских чемпионов. Мгм. Всё равно ездить, смотреть, это тоже хорошо. Да, заимствование, Да. именно грамотное заимствование, это всегда хорошо. Василий Прокопьевич тоже воспитанник Амгинской школы борьбы Михаила Степановича Скрябина. Тоже прошел хорошую школу борьбы. Призер России, мастер спорта тоже. Да, Амгинский район всегда славился такими крепкими борцами. Ну и пример тому наш прославленный тоже в свое время борец Николай Семенович Захаров, Сахача, именем которого, наверное, Дюша, да, сейчас, по-моему, Да, да, да. Дюша названа, наименована. Вот ребята почему-то таких активных действий не предпринимают. Ага. Счет минимальный, 1-0, 1,5 минуты до конца второго периода. Ну, напомним, это, по-моему, не по-моему, а точно четвертьфинальный поединок. Тот, кто победит, выходит в полуфинальную стадию. Всего пару поединков остается до конца четвертьфинальных поединков. Потом уже борцы плавно перейдут на полуфинальные поединки. Уважаемые телезрители, информирую вас о том, что через пару поединков начнутся полуфинальные поединки третьего всероссийского турнира памяти Александра Владимировича Крылова. Да, и хотелось бы, да, поблагодарить Алексея Алексеевича за то, что он уделил время, поделился своими тоже впечатлениями об Александре. Вспомнили Александра Владимировича Крылова, их детство, юношество, как они куда в школу ходили, как они занимались совместно. И в целом про становление и развитие Александра Владимировича Крылова вплоть до ухода из жизни. Алексей Алексеевич, вам спасибо большое и дальнейших вам успехов. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Да, и вот буквально 10 секунд остается до конца поединка. Василий Григорьев реабилитировался. Счет был 1-0. И теперь 1-1 по качеству. И еще 2 балла, 2 балла зарабатывает. А почему тут? Да, тут, по-моему, какие-то судейские моменты будут. Почему-то боковой судья показывает красному. По 2, по-моему, дали. И тут же челлендж со стороны Джулусхана Татонова. Сейчас, наверное, судейский корпус будут рассматривать. Джулусхан Татонов говорит, что, по-моему, что он использовал прием обратный. Да, по 2 показывает арбитр ковра. И вот, когда вижу Василия Григорьева, у меня перед глазами сразу же вспоминается всероссийский турнир памяти тоже прославленного борца Бесика Кудухова, на котором Василий Григорьев показал очень амплитудный бросок, тем самым завоевал любовь публики вольной борьбы. Давайте посмотрим повтор Джулусхана Татонова с Григорьевым Василием. Да, тут Джулусхан Татонов на обратный, по-моему.
Да, сейчас показывают повтор. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Да, спорный момент на самом деле. Четвертый финал. Кирилл Корнеев, Кемеровская область. Игорь Матвеев, Саха, Боковой Якутия. арбитр Сергей Семенов, мастер спорта России и Республики по борьбе Хапсагай, России по вольной борьбе. Ну и вот перед вами ребята в поте лица ждут решения судейского корпуса. Что же они решат? На соседних коврах также завершающие поединки, четвертьфинальные проходят. Затем у нас начнутся полуфинальные поединки в 10 весовых категориях. Напомним, в общей сложности у нас нынче участвуют 155 борцов. В прошлом году 90 было. И в самом первом турнире 123. Ежегодно у нас организаторами турнира проводится жеребьевка среди победителей по весовым категориям. В самом первом турнире миллионером стал Дмитрий Зайнединов из Красноярского края, который также в этом году намерен победить в своей весовой категории и вытянуть счастливый такой билет на сумму 1 000 000 рублей. Он как раз таки, к слову, в 22 году в своем весе 79 килограммов занял первое место. В прошлом году на 86 первенствовал. И нынче он, по-моему, тоже на 86 килограммов борется. Да, на 86 килограммов. Судьи вынесли свое решение. Да, челлендж проигран. Балл Василию Григорьеву. Да, тоже встретились представитель молодой борьбы, можно сказать, молодежи и такой, ну, взрослой борьбы Джулсхан Тотонов. Следующая схватка у нас между представителем сборной команды Республики Саха-Якутия с красного угла и Красноярского края, параллельный зачет Республика Тыва. Ну, вот этих ребят, представители, любители борьбы, знакомы, наверное, все хорошо знаете. С красного угла Александр Балуров. Тоже вот недавно по молодежи очень ярко боролся. Переходит, наверное, уже во взрослую борьбу. Чемпион республики по молодежи. Призер Николая Тарского по взрослым. И соперник, ну, уроженец, наверное, Республики Тыва. Как уже понятно, да? Все любители борьбы знают его. Как он в 2016 году на Гран-при Ивана Ярыгина тоже с нашим именитым борцом и Виктором Николаевичем Лебедевым боролся. Представитель команды Саха-Якутия Игорь Матвеев. Является чемпионом первенства России по молодежи. Ну да, в свое время очень яркий такой борец был Кежик Чимба. С нашим Сревольем Самсоновым не раз встречались. Такие бросковые поединки у них состоялись постоянно. Ну и вот сейчас, после долгого перерыва, можно сказать, Кежик Чимба возобновил борьбу. На Коркинском турнире тоже боролся. И вот сейчас, после двухнедельного сбора в городе Якутск, в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд, решил сделать такой контрольный старт перед, наверное, отъездом на родину на турнире Александра Владимировича Крылова. Опа, ну тут Кежик Чимба буквально за 1,5 минуты зарабатывает себе 8 баллов. Ну, наверное, не будет тянуть кота за хвост. Да, сразу перевернул на скрестном захвате на 2 балла и чисто технически победу одержал со счетом 10-0 Кежик Чимба, Красноярский край. Ну, наверное, не ошибусь, если скажу, что Кежик Чимба является одним из лидеров таких ярких в этом весе. Красноярский край, Тыва.
Кудер Монгу. Ковер Б. Яркие моменты поединка Кежика и Александра. Ну, вот на классе, можно сказать, победил более молодого своего соперника. Уровень подготовки и вообще участвования в соревнованиях у Кежика, наверное, достаточно больше, чем у Александра Балурова, как я уже упомянул. Да, и вот перед вами на трибунах Петр Михайлович Малардыров, наш семикратный чемпион игр Дыгына, Иван Белолюбский, якутский богатырь. И заключительная, можно сказать, наверное, схватка в четвертьфинальная в весе 61 килограмм. Это с красного угла представитель Республики Бурятия Баир Баяндуев, призер первенства России по молодежи, весовой категории до 61 килограмма. и Кудер Монгуш, В 1/4 финала поединок идут бронзовый призер нынешнего года Республика на Саха-Якутия, турнире Коркина. новоиспеченный мастер спорта России. Соревнования тренируется сборных команд. Тренер Як. Представитель команды Республики Саха-Якутия Петр. Да, вот Баир Баяндуев с нашим Львом Павловым тоже не раз встречались на молодежных уровнях. Наверное, с самого юношеского возраста, Ю-18, потом на Ю-20 и, наверное, еще на Ю-23 будут не раз встречаться. Ну, наш вечный соперник соседнего региона с Кудером Монгушем тоже постоянно борются. Борцу в красном Баиру Баяндуеву дали устное первое замечание. Да, на этих соревнованиях, ну не только на этих, да, на турнире Дмитрия Петровича Коркина тоже братья вот Баир Баяндуев и Жаргал Баяндуев оба боролись и сейчас борются на всероссийском турнире. Баир Баяндуев проход в ноги осуществил, в опасное положение держит. И вот как раз таки на секундантах сидит его брат Жаргал Баяндуев. Который, к сожалению, в весовой категории до 57 килограммов в 1/8 финала проиграл тувинцу Аяндаю Ондар. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала поединок идут красный Бояр Баяндуев, Республика Бурятия. Спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта. Бронзовый призер первенства России, серебряный призер. Да, ну тут челлендж На ковре бросили с красного угла Баяндуева. Сейчас судейский корпус будет просматривать повтор опасного положения. Баир Баяндуев. Республика Саха-Якутия. Да, тут касание 3 точками, по-моему, было. На ковре Б Баир Баяндуев тренируется под руководством. Судьи сейчас смотрят видеоповтор. Да, вот касание 2-3 точками. И следом Баир Баяндуев накатил своего соперника. Тут, наверное, дополнительно 2 балла дадут. Но арбитр ковра почему-то выход за ковер показывает. Но, тем не менее, дождемся решения судейского корпуса. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва. Тренер. Да, Баир Баяндуев очень такой своеобразный борец со своей техникой. Очень в последнее время прибавил, можно сказать. Раньше он, когда по юношам боролся, ну, не такой рослый был, как сейчас. Сейчас он прибавил, можно сказать, в весе до 61 борется. Раньше он чисто в 57 боролся. Да, тут челлендж проигран. Балл борцов в синем трико. Счет становится 2-1.
Да, и Кудер Монгуш моментально сразу осуществляет проход в ноги. Баяндуев защищается. Да, внимательно наблюдаем. Опа, 2 балла зарабатывает Кудер Монгуш. 2 плюс 2 зарабатывает уроженец, представитель Тувинской республики. Счет 5-2. До конца первого периода остается меньше минуты, 55 секунд. Что же будет предпринимать Баир Баяндуев? Будет ожидать конца первого периода или же пойдет... О, сразу 2 балла зарабатывает. Ну, тут чаша весов качается буквально за считанные секунды. Плюс 4 балла зарабатывает. Счет 8-5. Поединок в 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма. Да, преимущественно на данном ковре, на ковре Б, на котором мы показываем трансляцию, борются представители соседних наших регионов или гости нашей республики. Будь это то с Кемеровской области, с Красноярского края, соседи с Иркутска, Бурятии, Забайкалья и республики Тыва. Ну вот Баир Баяндуев показал свой класс, буквально проигрывая достаточно такой нормальный счет. Сразу же догнал его, осуществив перевод и дважды накатив. В целом заработав 6 баллов. Ребята отправляются на 30-секундный отдых. Ну, вот совсем молодой состав секундантов у Баира Баяндуева, его родной брат Жаргал и сокомандник, вот, который дает пропускать воздух через трико. Айсену 25 лет, мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа 2020. У Кудера Монгуша секундирует призер чемпионатов России, мастер спорта международного класса Менгим Ортуй Оол, который тоже в свое время боролся в таких средних весах, 66 килограммов, 60 килограммов. В то время именно когда гегемонию в этом, на легчайших весах держал наш заслуженный мастер спорта Виктор Николаевич Лебедев. Ну, Кудеру Монгушу тут нужно работать заблаговременно, не дожидаясь последней минуты, последних 30 секунд, потому что забрать у Баяндуева соответствующие баллы будет, наверное, тяжеловато. Но, тем не менее, Кудер Монгуш тоже не тот борец, который вчера только начал заниматься, борьбой. Опа! Баир Баяндуев опасное положение хотел произвести, но Кудер Монгуш показал свою готовность к защите. В обоюдном захвате ребята стоят. Напомню, это проходит четвертьфинальный поединок весовой категории до 61 килограмма. Полторы минуты. Ну, видно, что Кудер Монгуш задышал. Баир Баяндуев уверен, что отстоит свои, как уже ранее говорили, вот минимальный счет — это очень скользко. В любой момент может качнуться не в твою пользу. Поэтому необходимо либо заканчивать досрочно, либо чисто технически одерживать победу. Мы видим, как Баир Баяндуев, будучи в выигрышном положении даже, постоянно прессингует соперника. Кудер Монгуш что-то не находит ключи, чтобы открыть замок защиты Баира Баяндуева. «40 секунд остается до конца поединка. Кудер Монгуш начинает включаться, но попытки тщетны. Баир Баяндуев. У Баира Баяндуева защита очень хорошая на самом деле.
И тогда, когда в городе Якутске состоялся турнир, международный турнир в памяти нашего олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева, в финале встретились Баир Баяндуев с Альбом Павловым. К сожалению, тогда наш Лев уступил борцу из Бурятии. Да, и схватка завершилась. Защита у Баира очень хорошая. Победу одержал Баир Баяндуев, Республика Бурятия. На ковер приглашаются Сергей Ефимов, Иркутская область. Да, вот яркие моменты, которые прошли в данной схватке. Баир Баяндуев, да, свой класс подтвердил. Победил своего оппонента Кудера Монгуша, который как раз-таки тоже шел на хорошей серии. Повторюсь, он бронзовый призер прошедшего 2 недели назад международного турнира памяти Дмитрия Петровича Коркина. Иркутская область, параллельный зачет Республика Тыва. Спортсмену 25 лет. Мастер спорта международного класса. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Танир». Тренеры Айдаш Самдан, Руслан Баракшонов. Его соперник в синем трико Яков Павлов. Да, и в тот момент, как мы отвлеклись, уже на ковер вышли представители следующей весовой категории 70 килограммов на четвертьфинальный поединок. С красного угла Сергей Якимов, Иркутская область, и с синего угла Саен Казырык, Республика Тыва. Ну, вот, отметим, что Саен Казырык является двукратным победителем данного турнира. 2 года подряд он с 22 по 23 весовой категории 70 килограмм становился чемпионом. И в то время он еще представлял Красноярский край. Ну и нынче у него, по-моему, желание победить в 3-й раз большое, так как, ну, наверное, человек хочет победить в весовой категории и вытянуть счастливый билет на сумму 1 000 000 рублей. И вот, как видите, меньше чем за минуту, за 54 секунды со счетом 10-0 одерживает победу мастер спорта международного класса с Республики Тыва, двукратный победитель турнира памяти Александра Крылова, Саен Казырык, чемпион мира среди молодежи. Перед вами наши завсегдатаи, болельщики спортивного комплекса «Триумф», который собирает именно ярких зрителей по спортивной борьбе. Ну, вот, этих людей можно заметить на каждом соревновании по вольной борьбе, за что им тоже большая благодарность, за то, что уделяют свое время и приходят поболеть за своих ребят. Четвертьфинальных поединков на ковре «Б» осталось совсем немного. В соседних коврах тоже проходят пару четвертьфинальных поединков. И затем уже вступят в борьбу полуфинальные поединки. Ребята выйдут уже оспаривать. Перед вами вот турнирная сетка по коврам. 1/4 финала и полуфиналы. Это 1/2 финала. В борьбу вступают борцы весовой категории 57 килограммов. Четвертьфинальные поединки. В красном углу Егор Евловский, Республика Саха-Якутия, уроженец Чурапчинского района. Ну, представитель, можно сказать, Чурапчинского района. Я могу ошибаться, потому что он еще представлял Мегино-Кангаласский район. И с синего угла Анатолий Иванов. Сразу же, не церемонясь, будто ребята сразу вступили в такую яркую баталию. Счет буквально сразу же стал 2-0 в пользу Анатолия Иванова, молодого борца, представителя республики. Челлендж ковер-А. Действие без оценки. Челлендж проигран. Еще 1 балл.
На ковре А победу одержал Айсен Потапов, Саха-Якутия. Да, на соседнем ковре, наверное, стоит упомянуть победу в четвертьфинальном поединке. Одержал наш Айсен Потапов, лидер сборной в весовой категории 70 килограммов. Монголия, Аял Белолюбский, Таджикистан. Да, и как раз-таки про участников с других государств мы затронули, да, в тот раз информацию. Я ошибочно представил только представителей Монгольской республики. У нас тут еще есть один легионер сборной Таджикистана. Как раз-таки на трибунах показывали его отца, семикратного чемпиона Игорь Дыгына. Участвует Аял Белолюбский. Нынче он Таджикистан представляет. Ну, во многих уже соревнованиях он представляет Таджикистан. Перешел буквально в прошлом году. И сейчас набирает, можно сказать, свой объем. Участвует во всевозможных соревнованиях, на которых можно, потому что, ну, как я понял, у Аяла соревновательного объема пока что не хватает. Поэтому он старается не пропускать ни одного турнира, чтобы набрать вот тот самый объем. Международная схватка проходит на ковре А. И вот перед вами Егор Явловский своего молодого оппонента Анатолия Иванова еще раз накатил. Счет становится 6-2 в пользу Егора Явловского. До конца первого периода полминуты еще. В этот момент на ковре С тоже очень яркий поединок идет. Борется Кежик Монгуш и наш Яков Павлов, на котором победу одерживает Кежик Монгуш и выходит в полуфинал весовой категории 61 килограммов. На ковер С приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Иннокентий Антонов, Владислав Кривошапкин, Республика Саха-Якутия. Да, и вот мы перешли на ковер А. Как раз таки борются международные представители. Это с красного угла представитель Монголии Луфсандагва Эрденева. И с синего угла наш земляк, легионер, представляющий Таджикистан, Аял Белолюбский. Давайте посмотрим данную схватку. Посмотрим на тот уровень, который сейчас держит Аял Белолюбский. Счет 6-2. До конца первого периода целая минута. Ну, вот, как я уже говорил, сразу же как зашел, Аял набрал свои нужные очки и держит темп. Опа, еще 2 балла. Или, да, 2 балла зарабатывает Аял Белолюбский. В углу Аяла Белолюбского сидит заслуженный тренер республики, который воспитал тоже немало таких ярких борцов, чемпионов. Будимир Григорьевич Яковлев. Недавно он то ли во время международного турнира Коркина, то ли до, то ли после презентовал свою книгу, на котором, да, пресс-релиз был тоже собран. У Будимира Григорьевича тоже немалый опыт в тренерской деятельности. И сейчас он секундирует борца в синем, нашего Аяла Белолюбского. Аял Белолюбский опасное положение создает для монгола. Счет 12-2. И за явным преимуществом Аял Белолюбский, который представляет нынче Таджикистан, одерживает убедительную победу и проходит в полуфинальную стадию весовой категории до 57 килограммов. Да, у многих телезрителей, наверное, возник вопрос, риторический, можно сказать, есть ли тут в участниках тот борец, тот самый борец, который представляет Монголию, который боролся с нашим Львом Павловым в финальной стадии. Его нет, к сожалению, он улетел к себе обратно домой. Почему-то он не стал принимать участие в данных соревнованиях. Но, тем не менее, представителям Монголии достаточно соревнований. Перешли обратно на ковер Б, так как на ковре А сейчас в данное время объявили перерыв.
Егор Явловский ведет со счетом 8-2. Ну, тут как бы положение не поменялось в основном. До конца поединка остается чуть больше минуты. Еще 2 балла зарабатывает Егор Явловский. И тут осталось только накатить, наверное, да? Да, и накат осуществлен. Счет 12-2. И за явным преимуществом тоже победу одерживает Егор Явловский. На ковре Б с явным техническим преимуществом победу одержал Егор Явловский. Да, Егор Явловский в последнее время показывает очень яркую борьбу. И на турнире Коркина он не стушевался перед именитыми борцами и очень ярко так проявил себя. К сожалению, проиграл за бронзовую медаль в весовой категории до 57 килограммов представителю Республики Тыва. И вот как раз-таки тот самый обидчик Егора, по-моему, если не ошибаюсь. Ну вот Егор Явловский в том малом финале боролся то ли с Аяндаем Ондар, то ли с Кудером Монгуш. Точно не могу вспомнить, к сожалению. Сейчас на ковер Б выйдут борцы. Ну, последняя четвертьфинальная схватка. Аяндай Ондар перед вами. Ну, вы, наверное, этого борца очень хорошо запомнили, по тому, как Лев Павлов боролся с этим борцом на чемпионате России предолимпийском, на котором Лев Павлов занял 2-е место, получив серебряную медаль. Тогда вы его запомнили, потом еще, ну вот на Коркинском турнире Аяндай Ондар занял 3-е место, где первенствовал Лев Павлов, серебро завоевал представитель Монголии, тоже яркий такой крепкий парень. И за бронзу увезли домой. Опа! Сразу же представитель Монголии молниеносно проходит в ноги, уносит за край ковра, но тем не менее амплитудного броска не случилось. Зарабатывает свои 2 балла. Да, на такой интересный переворот берет, но что-то не получается у представителя Монголии. Ну вот Ондар Аяндай сам тоже, видимо, испугался, но резкий такой проход осуществил. Ганцош Наранбаатар. Вот это имя монгольское вам тоже, уважаемые телезрители, наверное, знакомо. Ну, именно тем, кто очень давно следит за борьбой, в то время, когда также упомяну, да, время, когда Виктор Николаевич Лебедев всегда практически на каждом соревновании первенствовал, боролся такой представитель Монголии, ну, можно сказать, уже на закате своей карьеры, Наранбаатар Байра. И вот это имя, наверное, вам тоже знакомо, поэтому Наранбаатар Ганцош сейчас борется за возможность выхода в полуфинал. Но, если честно, он первый 2-бальный балл заработал очень так молниеносно. Я сам тоже немножко не ожидал, можно сказать, такого прохода резкого. Ну и сейчас 1,5 минуты до конца первого периода. Счет 2-0. Аяндай прессингует своего соперника, пробует пройти в ноги, ищет свою борьбу, пытается зайти в обоюдный захват. Но пока что Ганцош Наранбаатар очень хорошо защищается. Тем не менее, Аяндай Ондар зарабатывает свои 2 балла, перехитрив своего оппонента. Будет ли накатывать? Да, первый накат сделан. Попытка второго без оценки. Да, и счет 4-2. Арбитром ковра работает мастер спорта России по вольной борьбе. Также в свое время выпускник училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева Сергей Семенов. Боковым арбитром мы также видим Станислава Афанасьева. В свое время очень долго работал в Республиканской детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва номер 3. Тренировал детей в Тулагина.
очень часто возил Стулагина ребят на соревнования, которые проходят либо в городе, либо в близлежащих районах. Ну, человек, который тоже свой значительный вклад включил в развитие вольной борьбы именно вот в Тулагина, в городе Якутске и в целом по республике Саха-Якутия. Первый период завершен. Счет 4-2 в пользу бронзового призера турнира Дмитрия Петровича Коркина этого года Аяндая Ондара. Секундирует его призер чемпионата России. Не раз тоже сюда приезжал на Коркинский турнир. Менги Мортуй Уол. Очень тоже ярко боролся. Легенда, можно сказать, в своем регионе. Очень такой добрый, спокойный человек. Ну, ребята с республики Тыва добрые на то время, пока их не рассердишь, наверное, можно сказать. Почему я так сказал? Потому что на одном из больших таких турниров вот как раз-таки Менги Мартуй Уол боролся с представителем Кавказской республики. И там чуть ли не завязалась такая большая драка. Но и охрана, и судейский корпус, организаторский оргкомитет предотвратили данные противоправные деяния. Но тогда я увидел, как можно разозлить Менги Мортуй Уола. Наверное, многие любители борьбы помнят этот момент. Там, можно сказать, такой решающий момент был. Нервы на пределе тоже у ребят. Это мы видим только внешнюю оболочку, как ребята борются, а внутри там происходят невероятные, наверное, вещи. Счет буквально моментально 8-2. Заберет ли сейчас 10-й балл? Да, счет 10-0. Да, на краю ковра осуществлено, поэтому за ковер вышли. Арбитр призывает к центру ковра. Видно, что Ганцош Наранбатор устал. Времени еще достаточно. Вагон. Минута 45 секунд остается. Ну тут, не знаю, Ганцожу Наранбатору, наверное, навязывать свою борьбу уже поздно. Надо было навязывать ранее. Но борьба есть борьба. Есть такие моменты, которые за 20 секунд могут решить исход поединка. Грубо говоря, перевести в партер. Минимум на двухбальный, максимум на четырехбальный. И пару раз накатить. Тогда уже счет и положение становятся буквально равными. И Аяндая Ондар еще раз держит, да, в опасном положении. Зарабатывает еще 2 балла. И за явным преимуществом одерживает победу и выходит в полуфинал весовой категории до 57 килограммов. Да, как мы знаем, в полуфинале сейчас у нас на 57 килограмм есть Аял Белолюбский, Егор Евловский, вот Аяндая Ондар. И на ковре С сейчас за право выхода в полуфинал борется Николай Охлопков и Федор Постников. Да, мы сейчас посмотрим, станем свидетелями ярких схваток. Перед вами повтор поединка Аяндая Ондара и Ганцожа Наранбатора. Победитель всероссийских соревнований памяти Кутукова. Тренеры Иванов и Ильин представляют Республиканский центр спортивной подготовки. Да, перед вами представители весовой категории до 79 килограммов. С красного угла наш парень Анатолий Никитин из республики Саха-Якутия, а именно с Мегина Кангаласского района. Арбитром ковра работает судья международной категории Виктория Барашкова, которую вы все тоже прекрасно знаете, воспитанница Николая Романовича Крылова. На ковре А в данное время перерыв произведен. Да, и забыл
ну, не забыл, не представил пока. Анатолий Никитин сейчас будет бороться за выход в финал с представителем Красноярского края Антоном Сучковым. Антон Сучков, по-моему, в первый раз принимает участие в данных соревнованиях. Он тоже такой достаточно именитый борец, родной брат Никиты Сучкова, который выигрывал, становился призером нашего Коркинского турнира. В этом году Антон Сучков вместе с братом Никитой Сучковым стояли на пьедестале Коркинского турнира. Вдвоем третье место заняли. Ну, они вот визуально очень сильно похожи с братом. Антон Сучков и Никита Сучков, наверное, разница в весе, ну, не такая уж и большая. Максимум 6 лет, 6-7 лет. Да, и борьба начинается. Анатолию Никитину сейчас будет, наверное, не просто с первых же секунд необходимо навязывать свою борьбу, не ждать того момента, когда Антон Сучков осуществит свои первые такие атакующие действия, а наоборот навязывать свою борьбу и стараться атаковать, если не получается, контратаковать. У наших борцов, ну, по-моему, не хватает связок именно в приемах. Ну, допустим, если человек прошел в ноги, надо как-то развивать события, не останавливаться на достигнутом. Прошел в ноги, не дал боковой проход, либо нырок осуществить, либо, ну, дернуть как-нибудь. Но, тем не менее, тем, кто борется на ковре, больше, наверное, известно, да, чем мне. Но, тем не менее, никому не запрещено свои высказывания, суждения, да, делиться. Ну, вот ребята оба стоят в центре ковра. Повторюсь, Антон Сучков на Коркинском турнире текущего года занял 3-е место. Представляет Красноярский край. Анатолий Никитин является неоднократным призером Республики Саха-Якутия по вольной борьбе чемпионата памяти Николая Николаевича Тарского. Призер Дальневосточного федерального округа Анатолий Никитин. Опа, Антон Сучков проходит, ну, такой, можно сказать, полубоковой проход. Выталкивает за ковер. Счет становится 3-0. С техническим преимуществом победу одержал На Федор ковре Козлов. С у нас стало известно имя 4-го полуфиналиста. Это Федор Постников. Начинается полуфинальный поединок. И начинает спортсмен. Приглашается Никита Сучков. Анатолий Никитин. Красноярский край. Опа, зарабатывает еще 2 балла. Счет становится 3-2. Вот этот счет уже, можно сказать, равный, который может в любой момент качнуться в любую сторону. До конца первого периода 15 секунд остается. И на ковре С у нас полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограммов. В этой же весовой категории старший брат Антона Сучкова, который борется в данное время на ковре Б, Никита Сучков, полный кавалер медалей международного турнира нашего прославленного тренера Дмитрия Петровича Коркина. На чемпионатах России среди взрослых он тоже очень ярко всегда выступал. Помните, да, наверное, как он приезжал сюда на Коркинский турнир и победил Франко Чамиза, который является, ну, действующим лидером в мире весовой категории 74-79 килограммов. Франко Чамиза якутские борцы очень давно знают. И даже с тех времен, когда Виктор Николаевич Лебедев становился чемпионом мира
Он тогда встречался с Франком Чемизо в весовой категории 55 килограммов. Да, очень На коврах такая конкурентная борьба Никиты Сучкова и чемпиона республики в двух возрастных категориях. Это по молодежи и по взрослым. Бронзового призера первенства России до 20 лет, который прошел нынче в городе Грозный Чеченской Республики, Роман Николаев, член сборной команды России среди молодежи. на ковре Б Антон Сучков. Роман Николаев становился Никита Сучков. серебряным призером Дмитрия Петровича Коркина, Романа Михайловича Дмитриева На ковре С и первенствовал еще на следующий год. Никита Сучков. Вот Никита Сучков очень интересно борется и Никита наблюдает за схваткой своего брата на соседнем ковре. Роману Николаеву еще дали Activity Time, это то есть за пассивную борьбу. Если сейчас истечет вот это время, плюс 1 балл будет в активе Никиты Сучкова. Зарабатывает 2 балла и плюс 1 балл Никите Сучкову. Счет становится моментально 7-0. Его соперник на 9 лет младше, 19-летний Роман Николаев, Саха-Якутия, кандидат в мастера спорта. Да, вот только что комментаторы объявили о том, что разница в возрасте Никиты Сучкова и Романа Николаева в 9 лет. Спортивной подготовки сборной команд. Ну, Роман Николаев очень молодой борец, ему только 19 лет. А Никита Сучков уже такой борец, который состоявшийся уже в вольной борьбе. Давно борется и с 70 килограммов, и в 74, и в 79 килограммах. Ну, тут Роману Николаеву не надо, наверное, стушеваться. Надо искать у любого спортсмена, у любого борца хоть какого уровня. Опа! Есть свои ошибки, но тут чуть-чуть совсем не хватило до полной оценки Роману Николаеву. Балл зарабатывает. Счет 7-1. На соседнем ковре его брат Антон Сучков борется с нашим тоже борцом Анатолием Никитиным. Счет у них пока 4-3 в пользу нашего борца Анатолия Никитина. Время до конца поединка 1,5 минуты. Никита Сучков тут зарабатывает плюс 2 балла. До конца первого периода 16 секунд остается. Что же предпримет? Опа! Еще 2 балла, и счет становится 11-1. Ввиду явного технического преимущества победу одерживает Никита Сучков. Ну вот Никита Сучков смотрит на соседний ковер, где борется его младший брат Антон. Очень интересный тоже момент. Завтра увидим его на финальных поединках. Никита Сучков выходит в финал На ковер С весовой категории до 79 килограммов. до 74 килограммов. Борьба в 1-2 финал. Вы видите яркие моменты поединка Сучкова и Николаева. Якутия. Александр Балтуев, Бурятия. Опа! И сразу же на этом же ковре очень яркое противостояние ожидает нас, уважаемые телезрители. Лидер данной весовой... Ну, это уже 74 килограмма выйдут сейчас на полуфинальные поединки. Да, повторы вы наблюдали. Никита Сучков вышел в финал в весе до 79 килограммов. За право бороться с Никитой Сучковым в финале на соседнем ковре Б борются Антон Сучков и Анатолий Никитин. Очень интересно будет, если победу одержит его младший брат. Тогда мы увидим братский финал в весовой категории до 79 килограммов. Анатолию надо работать, дожать. Осталось 14 секунд, счет 7-4 в пользу Антона Сучкова. Да, и перед вами тоже одна из ярких таких схваток. В красном углу представитель Республики Саха-Якутия Албан Аввакумов. И с синего угла, можно сказать, фаворит данной весовой категории Александр Балтуев. Все-таки второй финалист в весе до 79 килограммов стал Антон Сучков.
И нас завтра ожидает братский финал весовой категории до 79 килограммов. Борцы весовой категории до 74 килограммов. Николай Сивцев, Константин Капрунов. Полуфиналисты, представители команды Республики Саха-Якутия. Александра Балтуева вы все очень хорошо знаете. Тоже давно борется на высоком уровне. Вот за кадром видите, как братья Сучковы покидают арену, выйдя оба в финал турнира. Оказывается, Антон чуть больше ростом своего старшего брата Никиты. Александра Балтуева вы очень хорошо все знаете. Он на прошедшем Коркинском турнире 2 недели назад очень ярко отборолся. В финале до 74 килограммов уступил нашему легионеру Виктору Рассадину. И сейчас он, оставшись на двухнедельные сборы в Якутске, принимает участие за выход в финал на наших соревнованиях 3-го всероссийского турнира памяти Александра Владимировича Крылова. Ну вот как ранее тоже напоминали, Албан Аввакумов в Мирном, городе Мирном, проведенном на призы нашего серебряного призера Олимпийских игр Александра Николаевича Иванова в всероссийском турнире на туше победу в финале одержал над Виктором Рассадиным. Поэтому, ну, тут в любой момент тоже Албан Аввакумов может включиться, поймать на ошибки Александра Балтуева. Поэтому смотрим и надеемся. На второй полуфинальный поединок на ковре Б вышли с красного угла Николай Сивцев и Константин Капрунов с синего угла. Evet. Первый период завершен в пользу Александра Балтуева. Счет 5-0. На ковре Б весовой категории до 74 килограммов полуфинальный поединок ведут Николай Сивцев, Республика Саха-Якутия, спортсмену 24 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальневосточного. Тренируется в республиканском центре. И вот Александр Балтуев тоже показывает свой большой класс. Моментально счет после того, как вышли ребята на второй период, стал 11-0. И поздравим Александра Балтуева с выходом в очередной финал спустя 2 недели Коркинского турнира. Напомню, на Коркинском он также вышел в финал, где уступил Виктору Рассадину. Сейчас он через 2 недели сразу же выходит на второй финал всероссийских соревнований памяти Александра Крылова. Второй полуфиналист, нет, тут не определен. Первый период завершился на ковре Б. Счет 1-0 ведет Константин Капрунов. Бронзовый призер международных соревнований Иван Юрьев 2023 года, победитель международных соревнований Байкал Опен 2023 года. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки
Да, остановимся на данном ковре, ковер Б, за право бороться в финале с Александром Балтуевым. Борется Николай Сивцев с красного угла и с синего угла капитан сборной команды Республики Саха-Якутия по вольной борьбе Константин Капрынов. В красном трико представитель команды Кемеровской области Кирилл На Казарин, соседнем ковре мастер тоже буду держать вас в курсе. бронзовый приз, Ковер С. чемпионата Сибирского Весовая категория 70 килограммов. За выход в финал борется с красного угла представитель Кемеровской области Кирилл Корнеев и представитель Республики Тыва Саен Казырык с синего угла. Это уже 70-килограммовые борцы борются. А перед вами второй финалист будет определяться в весовой категории до 74 килограммов. 26-летний Саен Казырык, мастер спорта международного класса, победитель первенства мира среди молодежи, тренер Буян Буркучук. На второй период ребята зашли. Вот видно, у Николая Сивцева, видимо, левая рука очень, больная, да, можно сказать, дает о себе знать. Хоть маленькие такие вывихи, растяжения в борьбе очень сильно влияют. Любое касание это очень болезненно. Да, ребята ежедневно в Центре спортивной подготовки «Триумф» на тренировках, на тренировочных схватках борются, поэтому друг друга очень хорошо знают. Ну и заметим, что Николай Сивцев в данное время является тренером-преподавателем в детско-юношеской спортивной школе номер 5. Тренирует юношей, азам вольной борьбы. Сам является мастером спорта России по вольной борьбе. У них такая спортивная семья. Это его старшие братья Андрей Сивцев, мастер спорта России Республики, Джулустан Сивцев, который как раз-таки на данном ковре, не на данном ковре, а на данных соревнованиях тоже в качестве судьи арбитра ковра работает. И их отец, очень такой хороший тренер, которому тоже очень много таких ярких представителей борьбы занималось. Ну и да, в данный момент тоже юношей он тренирует, Николай Прокопьевич Сивцев. Счет минимальный 2-0. До конца схватки остается еще 1,5 буквально минуты. Ребята очень сильно друг друга знают, очень хорошо друг друга знают, поэтому никто не собирается форсировать события. Ловят друг друга на ошибках, можно сказать. Меньше минуты остается до конца поединка. На соседнем ковре тоже хотелось бы отметить счет 2-0 в пользу Саина Казырык в схватке с Кириллом Корнеевым за выход в финал весовой категории до 70 килограммов. До конца чуть больше 20 секунд. Константин Капрынов, сейчас 100% не будет, наверное, атаковать. Будет ловить на контратаках, на ошибках Николая Сивцева. Николай Сивцев начинает. Николай Сивцев просит балл, потому что уход за ковер был. Но, тем не менее, судья есть судья. И поединок завершен в пользу Константина Капрынова со счетом 2-1, да, по-моему? Тут на табло почему-то не добавляют. В весовой категории до 74 килограммов.
Да, Николай Сивцев просит балл за выталкивание за ковер и балл за то, что, ну, человек, можно сказать, сам специально вышел за ковер. Ну, вот за такие тоже проступки балл дается, по идее. Но, тем не менее, судьи решили не отдавать балл. Счет 2-1. Победу одерживает Константин Капрунов и будет завтра бороться с Александром Балтуевым в финале весовой категории до 74 килограммов. Владислав Кривошапкин, Айсен Потапов, представители команды Республики Саха-Якутия, полуфинальный поединок весовой категории до 70. Так, идем дальше. Тут у нас весовая категория до 70 килограммов. Перед вами выходят представители Республики Саха-Якутия. Два представителя. Это Владислав Кривошапкин с красного угла и с синего угла Айсен Потапов. На 70 килограммов у нас... А, нет, я тут перепутал. Чуть ли не сообщил вам о том, что якутский финал будет. Тут глаза разбежались. Так, в весовой категории 70 килограммов, напомню, на ковре С борются Кирилл Корнеев и Саин Козырык за выход в финал. Ну, где уже Саин Козырык ведет со счетом 7-0. 5-0, извините. И за право бороться в финальной стадии соревнований вышли бороться, ну вот, два представителя республики. Владислав Кривошапкин и Айсен Потапов. Ну, этих ребят тоже местные любители борьбы очень хорошо знают. Владислав Кривошапкин борется уже тоже давно. Опа! Ну, тут чуть ли не поймал на кочергу Владислав Кривошапкин. И тут же был наказан двумя двухбальными действиями. Это перевод в партер и накат. Айсен Потапов является, ну, тоже бессменным лидером данной весовой категории наряду с Константином Капруновым. Ну, вот ребята постоянно веса в зависимости от их уровня подготовки на данный момент меняют. Айсен Потапов борется и в 70 килограммов, и в 74. Счет тут же становится 8-0. Ну вот Айсен Потапов в данное время является действующим борцом. На ковре С в это время победу одерживает Саин Козырык и выходит в финал всероссийского турнира «Память Александра Крылова». Василий Григорьев, Юлиан Григорьев, Саха-Якутия. Да, и за право бороться в финале борются наши Владислав Кривошапкин и Айсен Потапов. Ну, тут Владислав, ну, объективно скажем, да, то, что он сейчас в данное время не проходит такую подготовку, как проходил раньше. Он, несомненно, является одним из лидеров своей весовой категории. Он боролся в весовых категориях, таких как 61, 65 килограммов. В данное время он тоже занимается тренерско-преподавательской деятельностью, то и тоже воспитывает молодых борцов, юношей. А Айсен Потапов в данное время является действующим борцом, членом сборной команды республики. Активно сейчас проходит 2-3-разовую тренировку в день. На ковре С представители училища Олимпийского резерва имени... На соседнем ковре у нас уже вышли представители весовых категорий до 65 килограммов. Это Василий Григорьев и Юлиан Григорьев. Два представителя Республики Саха-Якутия, два молодых парня. Молодые ребята борются. Счет 8-0. Первый период завершился. Айсен Потапов ведет. Его секундирует личный тренер нашего Виктора Рассадина, заслуженный тренер республики, мастер спорта международного класса в свое время Артур Константинович Константинов. Полуфинальный поединок ведут в красном трико Владислав Кривошапкин.
Айсен Потапов в юношестве он переехали во главе с Николаем Романовичем Крыловым в Москву, Московскую область, и прожили там достаточно долгое время, где ребята, вот, которых Николай Романович с собой забрал, это Иван Барашко, извиняюсь, Тимур Николаев, Семен Владимиров, Христофор Потапов. Вот такие ребята. И вот Айсен Потапов. Ребята занимались долгое время в Москве. Потом приехали обратно через долгое время. Очень такой большой багаж опыта и знаний оттуда набрали. Опа! И тут Айсена Потапова Владислав ловит на его ошибки. Счет становится 8-2. Ну, это, как говорится, такого большого значения, наверное, не придаст в этой схватке, потому что, ну, оценка в 2 балла, а тут разница уже была изначально 8-0, разница 8 баллов, сейчас разница в 6 баллов. Это Владиславу необходимо пару активных технических действий выполнить. Ну, Айсен спокоен, держит под контролем всю схватку, не торопится форсировать события. На соседнем ковре тоже пока что тихо. Со счетом 1-0 победу одерживает. Ну, не победу одерживает, а ведет борец красного угла Василий Григорьев. Тут же, как только я сказал, ведет со счетом 1-0, зарабатывает еще 2 балла. Счет становится 3-0 в пользу Василия Григорьева. Это я на соседний ковер обратил внимание. В данное время у нас все внимание приковано к ковру Б. Времени вполне достаточно, чтобы реабилитироваться для Владислава. Но, тем не менее, видим, как попытку прохода от Владислава и защиту от Айсена Потапова. Ну, тут, наверное, Айсен, да, защищался. Времени остается 1 минута ровно. Ну, сейчас Владиславу надо уже, ну, догонять, грубо говоря, гонять Айсена Потапова по всему ковру, накидывать свои приемы, навязывать свою борьбу. Но, тем не менее, борец не собирается форсировать события, ожидает подходящего момента. Айсен Потапов готов ко всем действиям со стороны Владислава Кривошапкина. Времени остается 13 секунд. Да, вот Айсен Потапов контролирует руку, вяжет. Стоп. Время завершено со счетом 8-2. Ну, такую волевую, яркую, можно сказать, победу. Чисто на классе, на контроле одерживает уроженец Верхоянского района, представитель Республики Саха-Якутия, мастер спорта России, воспитанник Николая Романовича Крылова Айсен Потапов. И выходит в финал весовой категории до 70 килограммов и будет бороться завтра с Саином Казырык, с которым как раз-таки они очень давно ведут такую постоянную борьбу во всех крупных стартах. То выигрывает Саин Казырык, то Айсен наш выигрывает. И вот завтра мы станем свидетелями очередного их Эль-Классика, можно сказать, в этой весовой категории. И посмотрим, кто же победит. Как уже говорил, на ковре С весовой категории до 65 килограммов за право выхода в финал борются наши 2 борца Василий Григорьев и Юлиан Григорьев. И в это время на ковре Б уже вступили в борьбу вторые полуфиналисты. С красного угла это Виктор Жербаев, Республика Бурятия. С синего угла Кежик Чемба, Красноярский край. Ну вот Виктор Жербаев
на данных соревнованиях тоже очень хорошо отборолся. На предварительных стадиях он выигрывал и Чаяна Монгуш, который является также чемпионом России среди студентов текущего года. Виктор Жербаев на прошедших двухнедельных соревнованиях, ну, две недели назад прошедших соревнованиях памяти Дмитрия Петровича Коркина завоевал бронзовую награду в весовой категории до 65 килограммов. Ну, где его старший брат Евгений Жербаев стал чемпионом в весе до 70, а Виктор стал бронзовым призером на 65 килограммов. Тоже, можно сказать, семейное такое борцовское братство, как и у Сучковых, так и у Жербаевых. Но, к сожалению, Евгения Жербаева мы на этих соревнованиях не увидели. Он, по-моему, принимал участие на ранних соревнованиях. Да, по-моему, в прошлом году, да. Да, в прошлом году в весовой категории до 74 килограммов он одержал победу, Евгений Жербаев. Вот Виктор Жербаев в 22 году становился бронзовым призером данных соревнований. И сейчас борется за право выхода уже в финальную стадию. Да, я перепутал. Евгений Жербаев тоже в позапрошлом году после турнира Коркина оставался. И вот тогда Жербаев на 74 чемпион, а Виктор Жербаев на 65 бронзу завоевал. Счет 2-0. Ведет схватку Виктор Жербаев. Последние действия без оценки. Через проиграл. На ковре С в это время борются наши Василий Григорьев и Юлиан Григорьев. Тоже, как говорится, два Григорьевых ведут схватку. На ковре С счет уже становится 6-0 в пользу Василия Григорьева. Юлиан Григорьев выталкивает за ковер и зарабатывает 1 балл. Счет 6-1. До конца поединка остается минута 6 секунд на ковре С. А в данное время у нас до конца первого периода остается пару мгновений. Уже меньше 10 секунд. Схватку пока что в данное время ведет Виктор Жербаев. Да, действительно, Виктор Жербаев очень хорошо себя проявляет. Ну вот секундирует как раз таки финалист в весе до 79 килограммов Никита Сучков, Кежи Качимба. Почему? Скажете, потому что они являются оба представителями Красноярской школы борьбы. Тем не менее, Кежи Качимба неоднократно принимал участие в различных соревнованиях в составе сборной Республики Тыва, уроженцем которого он является. Да, и в последнее время, можно сказать, Кежи Качимба постоянно представляет интересы именно Красноярской школы борьбы. Тут опасное положение чуть ли не случилось, но балл за выталкивание за ковер получает Кежи Качимба. Минимум из того, что он мог извлечь из одного такого красочного и яркого прохода. Опа! Очень такая техничный проход, очень такая техничная манера ведения борьбы у Кежи Качимбы. Вот уже который раз пропускает Виктор в эту ногу. Да, защита очень хорошая. В этот момент на ковре С победу одержал Василий Григорьев в весе до 65 килограммов. И за право борьбы в финале с Василием Григорьевым борется перед вами Кежи Качимба с Виктором Жербаевым. Да, Кежи Качимба очень так ярко продемонстрировал свои навыки именно после второго периода. До второго периода счет был 2-0.
Видимо, тут случилась какая-то травма, не дай бог серьезная. Тут же подходит медперсонал. Да, применяют медицинское средство, которое именно охлаждает и обезболивает ту часть, на которую, ну, вот, брызнули, да, получается, аэрозоль спреем. Ну, тут счет как бы минимальный. Виктор сейчас в любой момент может какое-то техническое действие сделать и забрать нужные баллы. Поэтому Кежик Чемба очень, наверное, можно сказать, ну, ожидает, готов к любому исходу событий, к любым действиям со стороны Виктора Жербаева. И минута остается до конца этого поединка. На соседнем ковре, на ковре С, схватку уже начали представители весовой категории до 61 килограмма. Это Александр Авелов, Республика Саха-Якутия, и Валентин Бурнашов, Республика Саха-Якутия, за право выхода в финал весовой категории до 61 килограмма. Опа, Кежик Чемба проходит еще один раз в ногу. Именно в ту самую ногу, которую недавно вмешивались врачи, да, для обезболивания Жербаева ноги. Победитель Опа, и тут же Виктор Жербаев подхватывает его левую ногу. 20 секунд осталось. Видно, какой накал терпит Виктор. 20 секунд осталось. 10. Опа, Смотри аккуратно, тут как без оценки. Да, объявляется стойка арбитром ковра. Ниже, давай, вставай. Валентин Бурнашев. Один финалист у нас в весовой категории до 65 килограммов уже известен. Это, как уже сказали, Василий Григорьев. У актива сборной Республики Саха-Якутия пока что 3 финалиста. Это Константин Капрынов, 74, Айсен Потапов, 70 и Василий Григорьев, 65 килограммов. Ну, тут Виктору очень тяжело приходится, потому что травма за травмой. Все еще дает о себе знать. Ну, тут почему-то медицинский персонал, что-то с борцовкой, что ли, у него, именно с завязыванием шнурков или чего, я особо понять не могу. Ну, вот есть на практике такое, что борцы, когда завязывают шнуровки на борцовках, прикрепляют, как сказать-то, шнурки, чтобы они, ну, не мешались при борьбе. То ли изолентой, то ли лейкопластырем. Вот этот момент какой-то происходит или... Ну, до конца поединка остается, грубо говоря, 9 секунд. Я не понимаю, почему... Если вот после такого долгого ожидания схватки Виктор выйдет и ничего не сделает, то пустая трата ожидания, наверное, как будто будет. Вот Виктор собирается одеть борцовки. Подсчет времени, интересно, почему-то не прошел. На медицинское вмешательство обычно дается определенное количество времени. И вот сзади, видимо, фанатка Виктора Жербаева стоит, очень долгое время наблюдает почему-то очень, да, и снимает только его схватки.
Да, Виктор очень долго затянул время. Будем откровенны. Да, 9 секунд. Свисток прозвучал. Виктор начинает атаку. Кежик Чемба защищается. Опа! Ну тут чуть ли не случилось чудо, можно сказать. Секунда. И схватка завершилась в пользу мастера спорта международного класса, победителя первенств России, победителя турнира Коркина Кежика Чембы. Ну и, уважаемые телезрители, вынужден сообщить вам о том, что на НВК Саха прямая трансляция сейчас прерывается, но обрадую тем, что сейчас в данное время вы можете переключиться на телеканал Мамонт, так как будут далее схватки происходить именно на телеканале Мамонт. Так что до скорых встреч, уважаемые телезрители НВК. Переходим на Мамонт. Да, и далее, ну вот мы уже узнали имена финалистов в 4 весовых категориях. Это 79, 74, 70 и 65 килограммов. С Василием Григорьевым завтра будут бороться Кежик Чемба. Ну да, если честно быть откровенным, то у наших ребят соперники по финалам очень серьезные. Так, в этот ковер вышли Баир Баяндуев и Кежик Монгуш. Это полуфинал весовой категории до 61 килограммов. На ковре С, как я ранее тоже вас информировал, за право выход в финал весовой категории до 61 килограмма борются Александр Авелов и Валентин Бурнашов, два представителя якутской школы борьбы. А на втором ковре, вот который перед вами, на ковре Б, борются за право выхода в финал в аналогичной весовой категории Баир Баяндуев и Кежик Монгуш. Опа! Ну тут балл борцу в красном трико Баиру Баяндуеву. На 3 точки он не смог соперника поставить. Вот Кежик Монгуш является чемпионом России среди студентов текущего года. Кежик Монгуш приезжает в нашу республику уже в этом году, наверное, в 3-4 раз. Постоянно прибывает в нашу республику, то ли на сборы, то на соревновательные какие-то мероприятия. Можно сказать, он уже привык к якутской природе, к якутским борцам. И за право выхода в финал он сейчас борется с Баиром Баяндуевым. На соседнем ковре победу одержал и вышел в финал весовой категории до 61 килограмма Александр Авелов. Александр Авелов за 3 недели выходит во второй финал крупного турнира. Первое, которое он выиграл, это Дмитрий Петрович Коркина на 61 килограммов 2 недели назад. И сейчас выходит в финал всероссийских соревнований, всероссийского турнира памяти Александра Владимировича Крылова. Вот за право бороться с Авеловым в финале борется Баир Баяндуев и Кежик Монгуш. Ну вот с обоими ребятами Александр Авелов боролся. Они всех, ну, друг друга все очень хорошо знают. Опа! Баир Баяндуев еще раз осуществляет проход в ноги, но Кежик Монгуш тут же ускакивает из рук Баира Баяндуева. Ускальзывает, можно сказать. До конца первого периода 45 секунд остается. Тут у Кежика Монгуш тоже старший брат участвовал. Ну вот в этот момент, когда мы вспоминаем вот все такие моменты, мы уже вычислили, можно сказать, троих братских таких этих пар. Баир Баяндуев, Жаргал Баяндуев, Никита Сучков, Антон Сучков. Так, Виктор Жербаев, Евгений Жербаев и вот Кежик Монгуш, Чаян Монгуш. 4 братские пары, но отметили, что Евгения Жербаева на данных соревнованиях нет, поэтому состав братских пар Евгения Жербаева с Виктором Жербаевым на текущих соревнованиях не считается. Вообще отрадно, что семейные вот такие традиции у ребят бывают. Ну, вот у Жаргала и Баира Баяндуевых, у Виктора и Евгения Жербаевых.
всегда так бывает, что, ну, когда слышишь даже историю каких-либо прославленных борцов, либо борцов, которые достигли немалых высот в спортивном поприще, старший брат сначала идет в борьбу, а по его стопам уходит на борьбу и младший. Ну, наверное, по этому и принципу вот эти наши ребята из соседних республик борются, ну, стали борцами и борются на столь высоком уровне. Ну, у нас тоже немало борцовских братьев, да, как вы все знаете. Александр и Герман Кантоевы, Алексей и Петр Копыловы. Ну, если вообще вглубь зайти, то их очень много. Практически каждое семейство, в каждом семействе республики есть борцы, можно сказать. Счет стал 3-0. Схватку ведет Баир Баяндуев. И перед вами главный судья сегодняшних соревнований Салтан Сергеевич Засеев. Ну, он не только сегодняшних соревнований, он был главным судьей и на Коркинском турнире, на чемпионатах России не раз был главным судьей. И вообще, ну, он, можно сказать, наш уже, наш человек с республики Саха-Якутия, потому что очень много соревнований у нас он был главным судьей. Всех тренеров, весь тренерский состав очень хорошо тоже знает. Не только тренерский состав, но и ребят, борцов, спортсменов тоже хорошо знает поименно каждого практически. Ну и в это время на соседнем ковре, если не ошибаюсь, борется с синего угла Федор Постников, а с красного это уже да, Егор Явловский, это полуфиналисты весовой категории до 57 килограммов. На соседнем ковре С, как уже проинформировал, весовой категории до 57 килограммов Егор Явловский и Федор Постников. Схватку ведет Федор Постников со счетом 2-0. Баир Баяндуев еще раз проходит ноги, но тут сразу же Кежик Монгуш берет захват на обратный и осуществляет данный прием на 4 балла, который оценивается Сергеем Семеновым, арбитром ковра. Но тут Баир Баяндуев, наверное, не согласится на то, что 4 балла дали. А, нет, не стал спорить. Счет моментально за считанные секунды становится 3-4. Боковой арбитр Аял Леонтьевич Николаев тоже подбежал. Ну вот, боковые арбитры сравнивают оценки друг с другом. Борьба продолжается. Счет 3-4. Ну тут повтор необходимо даже. Необходимо показать. Вот Баир Баяндуев проходит в ногу. Кежик Монгуш берет очень хороший плотный такой захват на обратный. И вытягивает. Да. Ну тут бесспорно, наверное, 4 балла. Да, не стали спорить. Счет 4-3. Времени остается меньше 30 секунд. Баиру надо что-то думать. Надо что-то предпринимать. Кежик Монгуш сейчас будет активно защищаться от всех нападений Баира. Опа! Вообще пару мгновений остается до конца схватки. Опа! О, и тут, наверное, еще 2 балла дадут борцу. Да, ну тут Кежик Монгуш, несомненно, побеждает и выходит в финал с Александром Авиловым. На соседнем ковре схватку ведет Федор Постников со счетом 3-0. Времени остается еще чуть больше минуты, минута 13. Категории до 60 килограмма победу одержал мастер спорта международного класса Кежик Монгуш, Иркутская область.
На ковер выхода Кежик Монгуш побеждает. Ну, так он чисто на характере, на волевых качествах, можно сказать, вытянул схватку, так как он уступал со счетом 3:0. И буквально, когда оставалось меньше минуты, вытянул на 4-бальный прием под названием «Обратный». Ну, тут схватку ведут с синего угла Федор Постников, наш один из лидеров данной весовой категории. Федор Постников тоже так ярко, постоянно борется до конца, никогда не оставляет начатое без дела, все доводит до логического конца. Ну, тут на Коркинском турнире он, к сожалению, в призовое место не вошел. После этой схватки, вот, ну, буквально пару мгновений остается, победу одерживает 57 килограмм и выходит в финал Федор Постников с одной стороны. И за право бороться с Постниковым в финале на соседнем ковре. Сейчас мы тоже перейдем на соседний ковер. Борется с красного угла легионер сборной, ну, наш легионер, который сейчас состоит в составе сборной Таджикистана Аял Белолюбский. И с синего угла Аяндай Ондар, который является бронзовым призером прошедших коркинских соревнований. Гаврилия, Саха, Якутия, Азрет Олимбаша, Кабардино-Балкария. Ну вот никак не могу вспомнить, встречались ли эти борцы ранее. Ну, по-моему, даже и встречались, то исходы также что-то не припоминаю. Но, тем не менее, очень такое яркое противостояние. Аял Белолюбский, извиняюсь, и Аяндай Ондар. Уже минута, чуть больше минуты времени прошло. Аялу Белолюбскому назначается Activity Time в 30 секунд. Ну вот, наверное, это объяснений не требует. Все вы, наверное, уже в курсе, что такое Activity Time. Он дается тогда, когда один из борцов проявляет пассивную борьбу. Ему дается 30 секунд, чтобы заработать нужные баллы. Если в течение 30 секунд борец, который предупрежден, набирает какой-либо, ну, 1 балл, либо 2 балла, то это Activity Time исчезает. А если он не зарабатывает, то борцу-противнику насчитывается 1 балл. Да, тут Аяндай Ондар попытался развить события с проходом в ноги, но тут судья-арбитр объявляет стойку. И вот перед вами отец Аяла Белолюбского, наш легенда, можно сказать, якутского спорта, именно национального многоборья, который включает в себя различные виды, как перетягивание палки, масс-рестлинг, борьба хапсагай, переноска камня. Иван Белолюбский, Иван Прокопьевич, семикратный победитель игр Дыгына. И вот Аяндай Ондар еще раз провел техническое действие и уже ведет со счетом 3:0. Да, тут сразу же объявили стойку. Аялу надо собраться в глазах родных трибун, якутских болельщиков. Как бы там ни было, он наш парень. Как бы он ни представлял другое государство, другую республику, он является воспитанником якутской школы борьбы в первую очередь. Первый период завершается. И на ковре С очень быструю и результативную победу одерживает Азрет Улимбашев, который, напомним, кстати, становился уже чемпионом первых всероссийских соревнований памяти Александра Крылова в 22 году в весе до 86 килограммов. На 86 у нас первый финалист известен. Полуфинальный поединок ведут в красном трико Аял Белолюбский, представляет Таджикистан. Будимир Григорьевич Яковлев своего воспитанника проинструктировал. Ну и взгляд Ивана Прокопьевича можно заметить. Он отцовский такой строгий взгляд, взволнованный, можно сказать, именно тем моментом, который происходит сейчас на центральном ковре
спортивного комплекса «Триумф». Ну, это понятно. Отец всегда переживает за сына в любой момент, будь это спортивное событие, будь это событие, которое происходит в повседневной жизни. Отец, он всегда остается отцом. Ну, тут Аялу Белолюбскому надо... Да, он уже начинает форсировать события. Будимир Григорьевич Яковлев ему, наверное, посоветовал. Надо начать активные действия, работать сейчас. На соседнем ковре тоже надо обязательно уведомить. Борется наш экс-капитан сборной Нюргун Сергин. Это уже весовая категория до 92 килограммов с красного угла. И его соперником выступает Боянто Шадапов из Республики Бурятия. Нюргун Сергин тоже ежегодно принимает участие в данных соревнованиях. В 2022 году он в 92 килограммах становился серебряным призером после Аюра Немаева. Опа! Тут 2 балла в пользу Аяндая Ондара. О, ну тут попытка накрывания, но тем не менее счет все еще 7-0 в пользу Аяндая Ондара. На соседнем ковре Боянто Шадапов ведет схватку со счетом 2-0 в схватке с Нюргуном Сергиным. Остается минута. Но тут Аялу будет очень трудно, очень трудно. Разрыв достаточно великий, большой. Но тем не менее, не надо сдаваться, надо искать подходы, выходы, ходы и осуществлять какие-либо действия. Ну вот Аяндай Ондар очень хорошо защищается. Защита у него на высоком уровне. О, и дважды попадается на одну и ту же ошибку Аял Белолюбский. Хотел сделать техническое действие лампочка, но Аяндай Ондар оказывается всегда готов к такому действию. Счет 9-0, счет достаточно большой. Тут Ондар, наверное, не будет пытаться зарабатывать свой 1 балл, чтобы разрыв в счете был 10-0. Сейчас будет только на защиту работать. Ну, тут за пятку можно было ухватиться. Момент такой очень хороший был, возник. Время завершено. Счет 9-0. Победу одерживает ввиду явного технического преимущества Аяндай Ондар. До 57 килограммов победу одержал Аяндай Ондар. Ну, по истечению всех полуфиналов в данный момент у нас 5 полуфиналистов. Это Федор Постников, Александр Авелов, Василий Григорьев, Айсен Потапов и Константин Капрынов. Весовая категория с 57 по 74 у нас во всех финалах есть якутские спортсмены. Да, и вторая полуфинальная схватка в весе до 86 килограммов. Вышли с красного угла представитель Забайкальского края Арсалан Бальжанимаев. И с синего угла двукратный победитель, двукратный действующий победитель всероссийского турнира памяти Александра Владимировича Крылова, обладатель 1 000 000 рублей прошлого года Дмитрий Зайнединов, Красноярский край. Опа! Счет 4, да, 4-0. Опа, и тут же, ну, можно сказать, намекнув на то, что это произошла ошибка со стороны себя, да, то, что дал столько баллов с одного положения. Дмитрий Зайнединов тут же зарабатывает 7 баллов в свой актив, и счет становится 7-4.
Да, Дмитрий Занединов ежегодно приезжает в нашу республику на Коркинский турнир. После этого всегда остается на турнир Александра Крылова. Ну и вот, как я ранее упомянул, каждый раз, когда он оставался именно на этот турнир, дважды становился чемпионом. Это в весе до 79 в позапрошлом, в прошлом году на 86 первенствовал. И в прошлом году вытянул счастливый лотерейный билет, можно сказать, на сумму 1 000 000 рублей. А нет, Зайнединов в позапрошлом, в 22 году, стал обладателем первого 1 000 000 рублей, который учредили организаторы данных соревнований. В прошлом году, извиняюсь, миллионером стал Тумен Бадиев, представитель Республики Бурятия. Ну, миллионером это слишком громко сказано, да, соглашусь. Но тем не менее. Счет 7-4. Дмитрий спокоен, сдержан, контролирует ход схватки. Да, и тут балл синему борцу синего угла. Счет 8-4. На ковре С в это время наш экс-капитан сборной Нюргун Сергин уступает Буянто Шадапову со счетом 4-0. Не уступает окончательно, а уступает по ходу схватки. Вот как отметили, да, те, кто у нас сегодня по началу соревнований на интервью подходили. Это Александр Савельевич Оконешников, экс-главный тренер сборной республики, ныне новоизбранный глава Аймяконского района. Затем еще Алексей Алексеевич, да, подходил. И упомянули о том, что в 10 весовых категориях в целом на сегодняшний день в данных соревнованиях принимают участие 155 участников из 18 команд. Дмитрий Зайнединов выходит в третий финал своей карьере именно на турнире Александра Крылова. Александра Крылова турнир проводится в третий раз, и в третий раз Зайнединов выходит в финал. Ну, на этом Дмитрий, наверное, не остановится. Каждый год, наверное, будет приезжать на данный турнир, пока не осуществит рекорд, либо не выиграет еще раз, по крайней мере, 1 000 000 рублей. Нюргун Сергин уступает со счетом 4-0 на текущий момент. До конца периода, до конца схватки в целом остается меньше половины минуты. Ну, тут подсечку, которую он постоянно делает, надо делать. Зажать, зажать. И очень технично он раньше выполнял этот прием. Выход за ковер, балл борцов в красном. У Шадапову надо сейчас в центр подняться и идти. Не надо сидеть, задерживать время. Нюргуну надо на обоюдный захват зайти и подсечку свою коронную сделать. Тем не менее, он берет... нет, ну тут время завершилось. Счет 4-1. Победу одерживает Буянто Шадапов и выходит в финал весовой категории до 92 килограммов третьих всероссийских соревнований «Память Александра Владимировича Крылова». На ковре С победу одержал Буянто Шадапов. Да, на этом же ковре... Нет, наверное, перейдем, попросим операторов, режиссеров перейти на ковер С, так как сейчас туда выйдет представители Республики Саха-Якутия, но представляющие другие субъекты Российской Федерации. Это Максим Толмачев и Даниил Иванов. Тут весовая категория до 92. За право бороться с Буянто Шадаповым борется Эмиль Рамазанов и Гаджимагомед Нажмудинов на ковре Б. И перед вами два представителя якутской школы борьбы, можно сказать, два ярких представителя в данной весовой категории. Это Максим Толмачев, уроженец Аллаеховского района. Долгое время он тут проживал в городе Якутске,
на базе Якутского педагогического колледжа в общежитии. Занимались в детско-юношеской спортивной школе номер 3, которая сейчас гордо носит имя Валерия Петровича Керемясова, нашего тоже великого тренера, как вы все помните, Владислава Андреева. Опа! И сейчас он проходит подготовку, учится в Академии борьбы Дмитрия Мендиашвили, поэтому и представляет Красноярский край параллельный зачет Республика Саха-Якутия. Победитель первенства Дальневосточного И его соперник с синего угла Даниил Иванов. Даниил Иванов сейчас тоже является студентом Республики Северная Осетия Алания. Представляет вот этот северный Кавказский регион. Ну, Даниила Иванова тоже многие любители борьбы знают. Не только борьбы вольной, но и борьбы хапсагай, так как он в тяжелом весе является одним из сильнейших хапсагаистов республики. Опа! Балл, наверное, тут борцов в синем. Да, и вот, к слову о том, что Даниил Иванов является ярким представителем тяжелой весовой категории в борьбе хапсагай. Он является абсолютным чемпионом игр Манчары по борьбе хапсагай, которые проводились в 2021 году в селе Бердигистяк Горного района. Ну, кроме того, у него очень много таких больших побед именно в хапсагае. Много республиканских соревнований он победил. На многих становился абсолютным чемпионом, ну, на рядовых республиканских турнирах в категории А, Б. Ну и вот самая большая победа по хапсагаю у него состоялась в 2021 году. На ковре Б весовой категории И по вольной на 90 борьбе килограммов Даниил Иванов, ну, у него антропометрия, да, в первую очередь, очень хорошая. Рычаги очень длинные, руки, ноги. Хабаровский край, спортсмену 24 Еще один балл зарабатывает. мастер спорта России, Ну, тут с коленом что-то Восточного федерального округа, случилось. Ильицким Абиевым. Его соперник в синем трико представитель команды Москвы, Гаджимагомед Нажмудинов. Спортсмену 27 лет, мастер спорта международного класса, чемпион Москвы 2023 года. Да, вот видите, на врачебное вмешательство дается 4 минуты, по истечении которого у борца спрашивают и у представителя, может ли спортсмен продолжить поединок. Если нет, то борец снимается ввиду травмы. Ну вот, хорошо, наверное, больше хорошо, когда вводятся какие-либо ограничения по медицинскому вмешательству. Если бы такого не было, то борцы бы хоть по 10 минут бы сидели и отдыхали, можно сказать, основываясь на врачебном вмешательстве, на медицинском вмешательстве. До конца первого периода остается 20 секунд, счет 5-1. Ведет схватку Даниил Иванов. На соседнем ковре тоже очень такая плодотворная схватка идет, как уже говорил Эмиль Рамазанов, Забайкальский край, и с Московской области Гаджимагомед Нажмудинов. Эмиль Рамазанов тоже широко известен любителям вольной борьбы республики. Он становился в 2022 году бронзовым призером данных соревнований. В прошлом году серебряным призером становился, и поэтому у него только чемпионского звания не хватает, чтобы пополнить коллекцию данных соревнований. Секундирует Даниила Иванова главный тренер тоже, один из главных тренеров тренерского штаба Республики Саха-Якутия, чемпион России 2002 года и повторивший данный успех среди ветеранов в 2022 году Прокопий Николаевич Петров. Ну, нынче он занимает ответственный пост, да, как я уже сказал, в штабе, тренерском штабе Республики Саха-Якутия. Кроме того, у него есть свой спортивный клуб по борьбе хапсагай. И вот Прокопий Николаевич живет тренерской жизнью. Да, Даниил Иванов уже
Счет довел до 7-1. Весовая категория 97. Ну, на данном ковре это предпоследняя схватка. После этого выйдут тоже два представителя якутской школы борьбы в тяжелой весовой категории. Это Харысхан Бапагай и Михаил Нестеров. Напомню, это полуфинальный поединок весовой категории до 97 килограммов. И на ковре Б поединок завершается со счетом 7-4 в пользу Эмиля Рамазанова из Хабаровского края. Эмиль Рамазанов. И Эмиль Рамазанов второй год подряд выходит в финал данных соревнований. Завтра посмотрим, если он одолеет в финале Буянто Шадапова, то у него будет весь комплект медалей всероссийских соревнований Александра Владимировича Тимур Крылова. Катаев, Красноярский край. Константин Пшеничников, Кемеровская область. Ну тут Даниилу Иванову уже второй раз требуется врачебное вмешательство. У него, видимо, колено травмировано, не может отойти. Ну и вот его тренер, его земляк Прокопий Николаевич Петров. На ковре Б приготовиться Никите Хабарову. Никите Хабарову, Республика Саха-Якутия, приготовиться. На ковре Б уже вышли на поединок, второй полуфинальный поединок борцы весовой категории до 97 килограммов. Это Тимур Катаев с красного угла, Красноярский край, и Константин Пшеничников, синий угол, Кемеровская область. Счет тут же становится 4-1. Ну вот Кирилл Катаев, по фамилии можно определить то, что он является уроженцем Северной Осетии, Алании. Но тем не менее в данное время представляет интересы к Красноярской школе борьбы. И на трико у него на груди флаг Осетии. Ну, как раньше с Александром Савельевичем тоже отметили, да, то, что Константин Пшеничников является очень таким своеобразным борцом, темповиком, который постоянно держит один и тот же темп, постоянно навязывает свою борьбу. Вот видите, выталкивает за ковер, зарабатывает еще 1 балл. Счет 5-2. И на ковре С у нас обратно возобновляется схватка. Максим Толмачев начинает активно действовать. И вот перед вами, ну вот там за кадром виден Никита Хабаров, наша Момская скала. Опа! Он выйдет через схватку Константина Пшеничникова и Тимура Катаева на определение победителя, так как Петр Соловьев снялся. Последние схватки остаются всероссийских соревнований. О, Максим Толмачев проявляет очень такой сильную волю к победе. И буквально до конца схватки остается чуть больше минуты. Счет, ну тут, наверное, больше, не 7-7, а чуть больше. Или нет? 7-7 оставили. Да, счет 7-7. Я просто на момент чуть-чуть отвлекся. Извиняюсь за это. Меньше минуты времени остается. Даниил Иванов схватку ведет со счетом 7-7. Но, тем не менее, видно, что Даниил Иванов подустал. И Максим Толмачев сейчас будет навязывать темп. Огромный темп, который осилит ли представитель Северной Осетии Алании Даниил Иванов. Еще 1 балл зарабатывает Максим Толмачев. Ну вот перед вами наш Никита Хабаров. Тоже одна из надежд сборной
Республики Саха-Якутия, надежд любителей борьбы, которые возлагают на него. Единственный из якутян, который становился бронзовым призером Ивана Ярыгина среди тяжеловесов. Тут в третий раз врачебное вмешательство. На ковре Б в этот момент Тимур Катаев и Константин Пшеничников борются за право выхода в финал тоже в данной весовой категории до 97 килограммов. Пшеничников ведет со счетом 4-2. 97 килограммов поединок. Полуфинальный поединок ведут в красном трико Тимур Катаев, Красноярский край. Спортсмену 21 год, мастер спорта, чемпион Советского федерального округа, бронзовый призер Советского федерального округа. Тренируется Времени остается совсем ничего. 10 секунд. Даниил Иванов схватку ведет, поэтому и защищается очень. Опа! Ну тут до конца надо отрабатывать. Секунда. Одна. И победа Даниила Иванова со счетом 7-7. Ну, очень такая трудовая, волевая победа, можно сказать, с травмой на ноге. Одерживает. Ну, тут по-любому 100% челлендж будет. Потому что, ну, как бы человек 3 раза останавливал схватку ввиду врачебного медицинского вмешательства. И, ну, этих много, наверное. Причин много, почему Алексей Некрасов бросил кубик. Ну, сейчас будем ждать итогов, что же скажет судейский корпус. Но я скажу откровенно о том, что Даниил Иванов очень прибавил. Если бы не травма, то не знаю, что бы могло дальше случиться. Ну, наверное, этот момент, что ли, оспаривает. Ну, тут балла, наверное, нету. Если бы Максим выхватил бы пятку, да, левую, которую вон там осталась, возможно бы что-то, наверное, да и случилось. Но нет, тут... Если насчет этого момента именно рассуждать, то тут не вижу таких предпосылок, чтобы дать балл за выход за ковер. Судейский корпус все еще решает. Да, и мы перешли на ковер Б, где активно продолжается схватка Константина Пшеничникова и Тимура Катаева. Времени чуть больше минуты остается. Но тут видно, что Пшеничников уверен в своей победе. Очень уверенно ведет схватку. Итак, на ковре С объявили победителя. Челлендж проигран. Плюс балл борцу в синем трико Даниилу Иванову. И победу одерживает со счетом 8-7 Даниил Иванов. Северная Осетия, Алания. Параллельный зачет Республика Саха-Якутия. На 97 килограммов у нас у сборной Республики Саха-Якутия еще один финалист. Но из-за того, что параллельный зачет, да, можно сказать, не стопроцентный такой представитель республики, а представитель якутской школы борьбы. Сейчас на ковре С за право выхода в финал в... Опа! Ну тут пару мгновений, пару секунд остается. Вы видите, вот что сзади подошел Никита Хабаров. Сразу проинформирую вас, уважаемые телезрители, о том, что соперник Никиты Хабарова Петр Соловьев, у него неявка, причины неизвестны, возможно травма, возможно вес не сделал, но тем не менее сейчас Никита Хабаров на данный ковер выйдет, ему поднимут руку и объявят победителя. Никиту Хабарова завтра увидим на финальной стадии всероссийского турнира. Второй полуфиналист на 97 определился, это Константин Пшеничников.
На ковер приглашается Никита На 125 Никита Хабаров. И за право бороться с Никитой на финальной стадии турнира борется с красного угла Харысхан Баппагай, воспитанник якутской школы борьбы, чемпион России среди студентов текущего года. И вот перед вами Никита Хабаров, бронзовый призер Гран-при Ивана Ярыгина, двукратный призер международных соревнований Александра Медведь, призер всероссийского турнира, посвященный борцам, которые проводятся в Кавказском регионе, да, посвященный борцам, которые проявляли себя очень ярко именно в 19 и 20 веке. Опа! Харысхан Баппагай проходит ногу, зарабатывает 2 балла. И вот его соперник Михаил Нестеров также является тоже победителем и призером многих всероссийских соревнований, которые проходят у нас в республике. Ну и на всех коврах поединки завершены. Осталась вот эта последняя схватка, которую ведет Харысхан Баппагай. Победитель первенства Республики и серебряный призер Дальневосточного федерального университета. Ну, счет, как говорится, такой нормальный. 4-0, солидный, можно сказать даже. Почему? Потому что Харысхан Баппагай, ну, у него защита, во-первых, очень хорошая. Ну и в целом его борьбу мы очень хорошо оценили на чемпионате России среди студентов. Но почему-то на Коркинском турнире он то ли подошел как-то не в полном объеме к соревнованиям, то ли, ну, различные факторы бывают, да, это, во-первых, у спортсменов. Даже тот факт, что человек может не выспаться, встать не с той ноги, имеет очень большую роль в таком виде спорта, как борьба, в набирании нужного объема соревновательного. И вот всякие моменты вот такие, хоть и мизерные, хоть и маленькие, но случаются. Ну тут первый период завершен, счет 4-0 в пользу борца в красном трико, представляющего Республику Северная Осетия-Алания, Харысхан Баппагай. Харысхан Баппагай сам уроженец Верхневилюйского района, с села Тамалакан, как вы все знаете. У него тоже очень спортивная семья. У него очень много братьев, которые также активно занимаются спортом, придерживаются здорового образа жизни. И вот когда вот по студентам на России Харысхан Баппагай приезжал со своим тренером, тренер посетил его родственников, пообщался с ними. И даже была памятная фотография тренера с Осетии Харысхана с родственниками Харысхана Баппагая. Его брат, один из наиболее ярких представителей его семьи, это Эрчим Баппагай, который является абсолютным чемпионом республики, России. Ну вот, очень много у него титулов, вплоть до мировых, европейских. Опа, и еще 2 балла зарабатывает Харысхан, свой актив. Михаил Нестеров защищается. Опа, ну и накатит ли? Да, еще 2 балла в пользу Харысхана Баппагая, счет 8-0. Ну, повторюсь, это крайняя схватка сегодняшних соревнований. Все финалисты у нас практически определены, кроме как вот этой данной схватки. Ну, если предположения какие-то делать, то, ну, на такой ноте, возможно, выйдет уже в финал Харысхан Баппагай, потому что, ну, 8 баллов у него отыграть очень трудно будет, это во-первых. Во-вторых, видимо, у Михаила какая-то травма, да, или врачебное вмешательство какое-то потребовалось. И будет матч-реванш, который состоялся весной этого года на чемпионате России среди студентов, где Харысхан Баппагай убедительную победу одержал над Никитой Хабаровым, бросив его даже на 4-бальный бросок. Да, ну и
Тут вопрос только в том, что Харысхан сделает ли какое-то техническое действие, заработав 2 балла и победив чисто технически, либо будет дожидаться ошибки Михаила и будет контратаковать. Либо окончание времени будет дождаться. Ну, это все мы узнаем через пару мгновений. Времени остается совсем чуть-чуть. Полторы минуты, чтобы отыграть 8 баллов. Ну, это... Ну, в любой момент это, ну, достаточно долгое время, конечно, для борьбы. Но против такого борца с таким уровнем это, ну, нелегко, можно сказать. Чуть больше минуты остается до конца схватки. В красном углу секундирует ответственный тренер по физической подготовке сборной команды Республики Саха-Якутия Алексей Некрасов, который секундирует Харысхана. И вот Харысхан как раз-таки борется в трико сборной Республики Саха-Якутия. Даже когда он приезжал на чемпионат России среди студентов, там очень многие любители вольной борьбы тоже собрались в спорткомплексе 50 лет Победы. И когда Харысхан Бапагай победил, да, в полуфинальном поединке, он пошел к трибуне и показывал пальцем свое трико. Вон, как видите, да, флаг Республики Саха-Якутия. Ну, потому что там очень много таких аксакалов борьбы говорили, что почему он перешел за Осетию там и так далее. Осетин победил и так далее. И он, видимо, на это показал свою коренную принадлежность, указав на свой флаг, свой родной флаг Республики Саха-Якутия. И вот заметьте, на спине трико у Харысхана Бапагая очень хороший якутский оберег. Да, и вот аксакалы борьбы, кстати, как раз-таки до конца просидели. Им тоже большая благодарность. Победу одерживает Харысхан Бапагай и выходит в финал. Завтра будет бороться с Никитой Хабаровым. На этом соревнования сегодняшнего дня, которые определяют финалистов соревнований, завершается. Все схватки на коврах завершены. По окончании в 14 часов начнутся финальные Все схватки определены. Вы сейчас у вас перед глазами, перед экранами крайние действия, которые совершили наши борцы-тяжи. Это Харысхан Бапагай и Михаил Нестеров. Ну, а сегодня давайте пройдемся вкратце по финалистам. Да, это в самой маленькой весовой категории финалистами стали Федор Постников и Аяндай Ондар в 61 килограмм, Александр Авилов Кежик Монгуш, Василий Григорьев Кежик Чемба в 65, 70 килограмм Саен Козырык Айсен Потапов, 74 Александр Балтуев и Константин Капрунов, на 79 Никита Сучков с Антоном Сучковым. Это, можно сказать, тоже очень символичный такой поединок будет братский. 86 Азрет Улимбашев Дмитрий Зайнединов, 92 Буяндош Адапов Эмиль Рамазанов, 97 Данил Иванов Константин Пшеничников. И в супертяжах будут бороться Никита Хабаров с Харысханом Бапагай. Тем самым у нас в копилке воспитанников Якутской школы борьбы 7 финалистов. И завтра мы после обеда станем свидетелями ярких поединков третьего всероссийского турнира памяти Александра Владимировича Крылова. Ну, очень яркие такие, признаться, поединки состоялись. В целом 155 участников сегодня начали борьбу, из которых, ну вот, грубо говоря, в 10 весовых категориях только по 2 человека остались. 135 борцов оставив позади. 20 борцов завтра оспорят золотые награды. Ну и тем самым не забудем, да, не станем забывать о том, что завтра будут еще утешительные поединки. Борцы, проигравшие финалистам, будут между собой бороться и выйдут на поединки за бронзовую награду соревнований памяти Александра Владимировича Крылова. Перед вами самые яркие моменты поединков сегодняшнего дня. На ваших экранах во всех весовых категориях. Красивые броски, амплитудные броски,
осуществляют борцы. Ну и, уважаемые наши телезрители, спасибо за ваше внимание, спасибо за то, что были с нами и просматривали первый день всероссийских соревнований по вольной борьбе памяти Александра Владимировича Крылова. И завтра после обеда тоже будьте с нами, вместе будем смотреть, вместе будем комментировать и наблюдать за ходом финальных поединков третьего всероссийского турнира Александра Владимировича Крылова. До скорых встреч, увидимся завтра. Любите спорт. До свидания.